Какой вывод общий можем сделать? Проектлар бар, да. Вот, инкубы пайселишибізді. Мәдәният, да? Ну, естественно, да, біздің мәдәниятта бұтырысы проявляется, да? Дин, да, кстати, көп. Меня оқтыратты, да? Гүлнас, еще ойлайсың, дин яқшы, да, кеткен. Ну, динні бек енді мәдәният білән бірге қошып табылады, дұрысын еткенде. Бек яқын бет алар. Ну, мына, бұл темалар, деме? Һәм көп біздің қабыл нәрсе. Татар пати бұзды. Кто это вообще на спорт написал? Татар пати бұзды. Это что, да? Татар пати бұзды. Татарское КТО. Вот. Ну, 6 штук здесь, 4 пишет. Һәм развлечение бар бек көп біздің, да? Получается, мәдәният һәм развлечение. Вот. Знаете, вот, если честно, вот этот список, ну, он практически везде такой же. Когда вот мы собираемся вместе, например, Астраханда болғанда, біз ақыл фабрикасы ясағанда, анда Южный федеральный округ регионнары жиылған еді. Хамалардың картасы примерно нәқшы шундай ел. Әлбонда Татарстаннар бар, нәлейдір қызықлы проектлар, нәлейдір ШТКлар, олардың алынлары, буйны нәлейдір шундай второй уровень, да, какой-то, вот как харакат, например, который можно отнести на несколько, да, направлений. Но в основном такие есть. То есть наши, надо так и записать. Наши два главных направления это мәдәният. Имя? Һәм нәрсә? Йол. Молодец, как раз семейным, да? Как раз не помещался. Мәдәният һәм йол. Смотрите, харакат. Так. Соглашаемся? Две вещи, которыми занимается, можно так даже, да? Если говорить, будем журналистом, можно так сказать. Чем занимается татарская молодежь? Мәдәният һәм йол, да? Вот. В принципе, вот это такая наша карта. Карту эту мы запомним, потому что нам надо будет завтра напрячь мозги и придумать новые вещи. Да? Знаете, вот из этого я смотрю, что мы делаем. Да, вот в Казани, например. Смотрим татарское видео. Гульнас. ШТК есть у нас. Татарский диктант. Кстати, сентябрь, да? Делаем, да? Давай нарисовать. Ну, мәртәпләр понятно, курсы понятно. Дин тоже кубай пролишились. Вот, если честно, вот мәдәнияттан ничего из этого не делаем. Ничего из этого не делаем, получается, мәдәният. Спортом тоже не занимаемся. Так, образование у нас есть, около фабрикасы. Так, и лекции читаем, и все, лекторийлар у нас есть. Так, история и туризм тоже есть, квесты тоже есть. Развлечения у нас автопати, да? Автопати можно зачислять? Ну, не как проект, но после каждого большого проекта мы проводим. Uzun sözün kıskası нәрсе айтмақшы едім. Вот, если обратить внимание на эту карту еще раз, да, ихтибариться, как происходит схема обычного проекта татарской молодежи. Берется вот такой элемент, да, общепринятый, например, дискотека, да, дискотека. Что делаем мы? Мы татары же хитрые, что мы делаем? Ничего, татар сөзі істейміз, да? И келіп шыған нәрсе, татар дискотекасы, да? Бар волейбол, но так как волейбол только татары играют, он называется как? Татарский волейбол, да? Бұл бик жеңіл һәм яқшы схема проектлар түзілгенде, потому что ну, особо не надо напрягаться, как бы у тебя есть уже схема, просто татары то, что вместе делают, это называется татарским проектом. Бұл один способ. Я не отрицаю, можно и так делать, в принципе, это нормально. Это нормально. Когда ты берешь какой-то общий кредит, да? Какая еще схема можем разработать? Давайте вместе. Бергеля. Что еще не хватает сюда? Насаждение. Как-то такое ощущение, что ничего татарского нет в татарском волейболе, кроме того, что татары играют, правильно? Нет чего? Йо, истинно понятно, истинно барбекина. Татар волейбола, татар дискотека. Насаждение.
Национального элемента нет, да? Национальный элемент. То есть можно еще такую формулу, да? Национальный элемент. Или вместо национального элемента проблема. Имя? Проблема. Ама кушабас. Нәрсе? Нәрсе кушабас. Ну вот отсюда, да? Какой-то опыт. Тәжрибе булырга мөмкин. Менә мин сорыйм мәсәлән кумуклардан. Кумуклар әйтә, безнең шундый тәҗрибә. Мин ул тәҗрибәне карыйм, интернетта өйрәнәм, алар белән сөйләшәм, алардан алдым, ләкин бу әйберне мин татарча эшлим дә, яисә татарча булган нидер проблеманы алам, берәр элементны алам, аларның тәҗрибәсе белән кушам да, һәм монда нәрсә эстибез әле? Нәрсә эстибез? Татар проектында нәрсә эстәп була? Формула тулы булсын өчен. Татар теле, да? То есть, смотрите, можно вот более сложный, да? Даже умножим, давайте умножим. Татар теле. А если у нас никто понимать не будет? Да, что делать? А учиться? Хорошо. Давайте так. Можно более сложную формулу проекта татарского, да, когда есть какой-то национальный элемент. Например, какой? Ну что это значит национальный элемент? Дресс-код. Ну, супер. Еще что? Среда татарский, да? Интерьер. Слушайте, хорошая идея. Интерьер татарский. В интерьере делаешь и уже татарский, да? Что-то мне это плохие мысли не вели мне. В интерьере татарском. Интерьер. Что еще может быть? То есть, недидер, а? Ну понятно, еще. Нәрсә булырга мөмкин ичендә? Традиции, еще. Я вам обещал, что я рассказывать много не буду, а вы будете этот вместе со мной. Так, традиции, еще что может быть? Нәрсә булырга мөмкин ичендә? Тарих. Булырга мөмкин тарих? Тарих, яхшы, бирәк. Ну проблемаларны сез үзегез беләсез, димме? Нинди проблемалар бар? Акча. Тел проблемасы, тагы нинди проблемалар бар? Давайте накинем проблемы, раз у нас нет проблем. Татар теле. Что за проблема с татар теле вообще? Почему он такой проблемный? Сөйләшмиләр, да? Да, еще? Самосознание, да, проблемы бар. Нищиганов. Мили, усь, Самосознание. Что с ним не так? Самосознание. Комплексует. Тюбен, да? Тюбен, низкий. Еще что? Какая проблема еще есть? Глобализация, ассимиляция. Глобализация, ассимиляция. Религия. А что с ним не так? У нас есть прященный татар. Это проблема, что ли? Например, мама русская, папа татар. И они как бы у нас полностью татары, они могут с мусульманами нормально общаться. Смешанный брак. Давайте так. Причем здесь крашеные вообще хорошие. И они еще больше татары, чем мы в некоторых случаях. Так, смешанные. Под наш гаиля, да? Тагын? А? Нәрсә? Ну, көбешедер проблема, әйттеләр, мен яздым уна. Это ассимиляция. Да? Мы на прошлом форуме этот вопрос обсуждали. Да, и там много споров было, предлагают мне начинать. Дальше. Ну, я не хочу никого обидеть, просто для кого-то это проблема. То есть кто-то считает это проблемой, это совершенно нормально. То есть кто-то может считать это не проблемой. Там, это не обязательно, что мы вот так пишем, и это в нашей конституции. Что еще? Отсутствие молодежи. Заинтересованности нет. Но это не какая-то проблема же уж. Это же уж мотивация, заинтересованность, это уж технологии, да? Ну ладно, оставлю, вас мучить не буду. Я запуйду, да, дресс-код, интерьер, традиции, тариф и так далее, да, очень много национальных элементов, плюс проблема. Или можно одну из этих, да, брать? Проблема. И здесь какой-то опыт, можно брать, можно не брать, умножается на татар-таля.
Давайте сейчас посмотрим вот этот список. Мы же вместе составляли, это же не я вам навязал. Понятно, что харакат подходит по всем параметрам, мы даже разбирать не будем. Так. Так, дальше. Гульнас, может, снимать не дам, Терсен? Кто-то Терсен? Так. Давайте посмотрим. Курсы татарского языка. Есть национальный элемент? Нет. Да? Проблема барма? Решает проблему? Опыт, ну то есть курсы это везде принятый формат, в принципе мы его берем и вот проводим курсы, понятно, что татарща, да? Так, ну по татарскому языку вроде все нормально, да? Давайте это, Нарсена Парибас. Давайте не татарского кино. Не татарского кино. Какой национальный элемент есть? Тель, да? Нет проблемы на шише. Узян проблема с шише кино. В принципе, возможно, и узян на кутера, да? Ну, понятно, кино общемировой формат, там татар, там уза. Так, давайте дальше. Шек-шек бейрями. Дресс-код. Таван. Нет проблемы на шише шек-шек бейрями? Традиции. А? Нет проблем на шише. Так, шек-шек бейрями в развлечении тогда. Переносим. Угу. А тут шек-шек, да? Все стеснялись тут? Бам. Нет, ну шек-шек однозначно. Нет, бейрями проблему, получается, не решает. Кто проводит-то? Скажите вы, кто проводит шек-шек бейрями? Нет проблемы на шише. Распространение татарского культуры. Распространяет? Шек-шек ваша? Ну то есть, нет, скажите прям так. Распространение. Конкретно, что это значит? Кыши шек-шек оши и сразу татар гайлена, или анда йората баши татарларна? Ну, что самый вкусный чак-чак, то есть каждый год участниц становится больше, соответственно, людей тоже больше приходит зрителей. Они, то есть во время этого рассказывают об истории, допустим, из чака, что это за национальное блюдо. То есть знакомят это... Да, через национальное блюдо рассказывается о культуре, да? Конечно, да. Да, все понятно. Ну вот же, можете когда хотите. Не переносим развлечения, оставляем. Так, татар кызы. Татар кызы. Национальный элемент какой есть? Дресс-код, да? Одевается красиво еще? А? Ну, традиции. Что, у нас была такая традиция, татар, надо девчонок смотреть? Вы уж давайте не придумывайте. Куптен только накили в шахан традицию. Так, нади проблемы на шише? Ну, татар сделал к первому способу татар и конкурс красоты, все это мы обсуждаем. Ну да, я думаю, больше здесь, да? Здравствуйте, татар плюс конкурс красоты, да? Ну здесь натягиваем, на самом деле. Здравствуйте, здравствуйте. Нет? Кто не согласен? Давай, а это нет. Ну, у меня мама каждое воскресенье готовит, ты что? Она что, прям татарский проект, что ли? Нет, ну, для девушек, конечно, проект, это надо взорвать, реклама шея. Как уж дома, у нас дом большой, настолько гостей приходит, она еще, знаешь, пиаром татарского, получается, больше моего занимается. Нет, для девушек хороший проект. Не каждый день уже. Исключать ее наверх, я очень согласна. Это раз. Второй костюм. Ну, видели, и что? Ну так себе готовятся уж там страшные вот эти аляпистые костюмы, там на них не взглянуть прям. Ну а что, эстрадные танцы ужасные, эстрадные костюмы ужасные же татарские. Вот эти термоядерных цветов смотреть невозможно же. Я уж стесняюсь, вот так сижу, думаю, господи, это наше татарское, сказать-то боюсь. Вот в каждом регионе по-своему, особенно... Что, нет, нечего сказать, да?
Нет, ну на самом деле сценический костюм очень страшный. Но я тебе без шуток говорю. Его надо сделать хорошим. Да. Это нужно дизайнер, который сядет, поработает и сделает один уникальный костюм для всех молодежи в этих форумах. Вот вы разработаете. Когда-нибудь. Вот именно. Я не дизайнер, я разрабатывать не буду, я буду... Дизайнер среди нас. И они разработают. Вот, да, давайте. Нет, если честно, я объективно говорю, но сценическая одежда очень страшная. У нас, Масаля Нигина, махсус бір лекция алып бара, сценический и нормальный татарский костюм, по-моему, так называется, да? Сценический, там все путают. Там штаны, шаровары надевают, алъяпкыш надевают, но колфак там. Вы представьте, колфак это городские татарки носили, да? Вот где здесь не Гузель Гариповна, да? Гузель, дұрыс айтамын мен? А? Мәсәлән, татар бистәсе буйлап, по татарской слободе идет девушка, да? Она надела колфак, она вышла шопиться, да, там. Она хочет показать, что у нее изю, все это богато. На сцене это одевается алъяпкыш белән. Вы знаете, что делают девчонки? Вот я тоже иногда его надеваю на кухню, алъяпкыш. Не традиционный уже. Что с ним делают? Ашарга пешереле. Если ты надеваешь колпак с вот этим передником, это получается, она пришла в колпаке, чтобы лук нарезать. Понимаете? Вот. Все путается, очень страшно, мало знаний, очень плохо шьют, некрасиво. И это, если честно, в этом плане нам надо еще много работать. Кубыш энергия взял лишь. Да, и энергия керек, китаплар. Мәсәлән, бар безнең дизайнерлар, алар белән аралашырга. Вот мне нравится, как ты выглядишь, потому что у тебя стилизовано. Это у тебя не как бы, что обычно надевают. Ну, серьезно. Я, например, очень переживаю за ансамбли, у которых присутствует татарский танец. И они это все путают, потому что мне кажется, иногда... Надо им сказать. Вы же даже боитесь правды. Вот я сейчас сказал, прям возмущаетесь. Yok, sizin Big Motor'da kurganı var. Но вы профи? Вы профи? Вы профессионалы? Ну, то есть у вас ансамбль постоянно действующий. Siz professionallar. Men sizga aytaman, masalan, Shak-Shak bayrami ko'rganingiz bormi? Bir regionda. Вы профессионалы, у вас совершенно другой подход. У вас понятно, что вы все это знаете. Вот я вам говорю про общественные организации, например, которые проводят татар-пати. Ой, тут татар-пати, слушай, голову залезла. Я скоро начну организовывать, честное слово. Shak-Shak-пати, например. Гимнастада, куймся. Shak-Shak bayrami, например. Там Shak-Shak bayrami uyushtirganda урамга шығалар вот в этих одеждах. Если честно, люди их сторонятся, потому что, ну, понимают вот этих простых людей, потому что им неохота, чтобы им втюхивали вот это, понимаете, халтуру. Им охота что-то стилизованное. Вот если бы девушки вот так, как вы выглядите, да, на улице подошли и сказали бы, вы хотите узнать, например, о Чак-Чаке? Мы вас даже угостим, если вы там, какие-то у вас познания есть там, да? Естественно, ты остановишься, повернешься и так далее. Вот, мне так кажется. Ну. Допустим, вот в нашем регионе он уже как бы больше вообще социальный проект, потому что... Потому что, то есть, насколько в нашем регионе, допустим, победитель дают там 200-250 тысяч рублей. То есть это... Так, Саид, давай, это долгая история, я знаю, что ты скажешь. Сейчас у нас нет денег и все такое. Нет, это же соцпроект. Это типа на коленках делается. Вот хипстеры там делают фалафель там, да? В лаваш заворачивают 2 котлеты и нормально продают, нормально у них получается, на коленках тоже делают. Красиво, модно. Да. Нет, я не говорю уходить. Вот смотрите, я вам примерно формулу рассказал, да? То есть мы формулу вместе составили. Хазар меня бу лиши турында, опыт, да? Мы его всегда изучаем. Смотрим, как за границей проводят, как рядом с нами другие народы проводят. Вот, и это тоже очень важный элемент у нас обычно в фабрике мысли. Да? Мы ее всегда используем. Вот, чтобы рассказать вам, наконец-то, поменять спикера, да? Чтобы вам рассказали вот, об опыте,
Я приглашаю Ильдара Габидуля. Ильдар Рахами. Ильдар у нас журналист, вот его супруга тоже пришла, Гузель Гаримова. Гузель, покажись-ка, вот дизайнер, можете посоветоваться у нее, я с ней всегда советуюсь. Она архитектор, дизайнер, помнка, иллюстратор. Она проводит курсы рисования. Я семья сол курсларымызда. Меня вот открыто. Вот. Дальше у нас какая схема работы? Сейчас мы с вами вместе составим Ильдарданцу схему реализации проектов. Прям схематично yazıp çıkarız. Нәрсе артынан нәрсе бараша. От идей, вот мы нашли лампочки ясные. Это что идеи? Ничек идеи барлыкка килә. Әзрәк отработаем командалар белән диме? Һәм ничәдә безнең обед? Ой, ужин или тәнәфес? Через полчаса уже? Все. Идеядан этаплар бара, шуларны карарбыз. Һәм бик мөһим этап, пиар этабы, Лейла Мирон сөйләячәк. Лейла мындамы? Юк, яхшы. Һәм ике форматны карарбыз. Берсе мәдәни шара форматы, то есть Аның турында Гөлназ Бәдретдин сөйләячәк, пиарны Лейла Мирон. Шуннан соң без сезнең белән тәмамлаячакбыз моны. Кечкенә генә шундый медал, юк, аңышча Рөстәм Рөстәм сөйләячәк, бизнес форматны име, бизнес-клуб форматын. Һәм без сезнең белән шушы форматлар белән танышкач, мәдәни чара, бизнес-клуб, пиар өлеше белән име. Шуннан соң без кечкенә генә шундый мозговой штурм ясыйбыз. Чөнки аны сез иртәгә дәвам итәчәксез һәм ул сезнең команданың бер зур проектына әвереләчәк. Ильдар, син әзер? Рәхмәт. Барыңызды бастырам. Аңғыртақыр мен исемім Ильдар Габидулин, мен журналист. Бүгін этно мәдәни проектлар турында чыгыш ясармын мен. Алдан байтак бер чыгыш менен кыскалашат, мен видеоларда әзерләдем, ләкин әйтергә теләгән барлык тезислар һәм аргументлар аша бергә тырышабыз. Да. Нет, не говорите. Башта мәдәни проектларга нәрсәләргә, шуны билгеләргә кирәк дигән үземнең Мин үземнең чыгышта өч тәрәфкә булган. Беренчесе оешма, бу коллектив, ләкин аның административ кешеләре эшләп килгән. Икенчесе ул мәйданчык, урын, ләкин бер кафе, ягъни ул оешманың бу проектның үзенең урыны бар. Һәм уларда нәрсәләр оештыра. Üçüncüsü umumen elektron yazılımlarla proje eklemek, blog, сайт, То есть я разделил культурные проекты на три части. Первое – это организационная форма, то есть это может быть клуб, сообщество. Второе – это место, где что-то происходит. Это может быть кафе, это может быть просто свободное пространство. Третье – это электронные проекты, которые в интернете. Ну, меньше что, біздің
büyük proyektler kuradık. Onlar global oyun böyle kichkina proyektlar ham bir devamlı büyük proyektler olarak negizdirek Мы посмотрели многие проекты, но я хотел бы рассказать не о проектах, не о маленьких, а более таких основательных и продолжительных. Medeni proyekt özelliğinde yansılıklarına olmasın, o gruplarına değil, kabartmalarına değil. Hatta bir şehirde olsa da son boyunca şehirlere getirdi. Çünkü bunda da oyuncular bazı tanımları boyunca var. Konkurensiya esas. Sıfat orta kişilerge de sayılağı mümkünlüğü belirlemeye değiş. Çok sayılağı çalışma mümkünlüğü belirlemeye değiş. Şuna göre biz neydi proyekt başlarda oynamasak da enteresan da bu indi bizde var, digene göre bizde şirketlerden proyekt bölümüne olsa o yorganını üzerine var. Какие бы проекты не были бы культурные, да, их должно быть очень много. Все должно основываться на конкуренции, на рыночных отношениях, да, на качестве, на выборе, на возможности выбрать. И если проект, ну то есть не надо останавливать себя, говоря, что этот проект уже есть. Вот. И если проект только один, он на себя берет все ресурсы и все внимание. Это относится к проектам, которые даже в одном городе, которые, например, создают люди из одной, например, организации. Mesela bir şehirde bulunan uyuşturulan tayflarga da haklar bu. Biz şöyle konuşuyoruz, tebrik gösterdiğinde indirilere yapıyoruz da ama tadlara görünüştüğümüz de bu aydır şimdi bir kararda eşlik durgan format gençlikten o andaylarının demişe devamlı zaten bir kupatma tarafından. Sonra benim fikrimce projekt milli olsun için anda İngilizce basın gösterge gerek mi? Yaratı gerek mi? Gerisi anda ayrı milli dikkatle gerçekten milli olacak. İngilizce olmuş işleri tamamlar. То есть проект национальный нельзя сделать за счет только татарского языка, и не надо упор делать только на татарский язык. И нельзя какими-то мелкими элементами сделать проект национальным. В первую очередь, то, что делает проект национальным, это его содержание и его цели. Medeni konusunda türlü formatlar bizi olabilen edim dikkatlerimin tanısının yanında uyumlar. Koyver şartta proyektinin milletten de fayda getirsin, şimdi milli kontakta medeni bulunduğundan mesela Pokemon oyun olacak. Bu bir farklı var tırma bir oyununa. İkinci taraftan ana oynamışı o bir ama onun aktörler turunda, gelişikten iyi turunda, gelişikten halat turunda oynana başlayınca. Pokemon Go oyunu mesela kadir milyonlardan bir şey oynuyor. Şu an uz ilin, uz Japonya'nın, Asya'nın toplam bir şey bırakıyor yani. Şöyle oyun olsa da onun bir nedeni hükümetlere diye şehirleri onlar şehirleri medeni evliliklerle tanışıyorlar. Günlerinden şehirlerine bakıyorlar. Bu var teknik adına türlü formatlar olabildiğini. То есть форматы могут быть разными, и более того,
для того, чтобы проект приносил пользу твоему народу, не обязательно, чтобы он даже был национальным и даже культурным. Например, игра Pokemon Go, да? Знаете игру такую Pokemon Go? Кто играет, руки поднимите. 2 человека. Хорошо. С одной стороны, это всего лишь мобильная игра, но с другой стороны, люди, которые увлечены этой игрой, начинают узнавать, пытаются узнать больше о стране, о народе, да, о той территории, где вот эти разработчики откуда, и миллионы людей, которые играют, после того, как они поиграют, влюбляются в Японию, в Азию, ну, если даже не влюбляются, хотя бы начинают интересоваться. И у игры есть и культурная составляющая. Человек, который играет в эту игру, узнает, какие культурные объекты есть в этом городе. Нәрсе эшләрдә ярам, алгы рәвештә ярам, ләкин чит илләрнең тәҗрибәсен өйрәнеп турыда чыгышулар, ул файдалы илләрне үзләштерү яхшы, ләкин турыдан туры алдында турыдан уйлау, андай бер сәнсезлек булмасын, локальләштерү дәрәҗәне. Мисал өчен, шул Pokemon уеннан соң hatırlasanız, Moskva hükümeti şu an negizlengen oyunculardan yani. Medeniyet kültürün negizlengen. Yaxşı misal, anın birinde de oluşu bulmadı, kişiler onun bırak kültürler yani. Tatar milli proyektlarda da kıskançlı hoşluğunda hükümetler var. Onda proyekt oldu, eğitimşe birinci devrede almıştı olur, lakin uzaktasın bulmuş. Изучать чужой опыт нужно, других стран, и очень хорошо какие-то полезные вещи для себя брать, да, но просто напрямую воровать не нужно, то есть прямой плагиат не нужен. Нужно локализовывать, то есть как-то обрабатывать, делать по-своему. Например, ту же игру Pokemon, да, после того, как она появилась, правительство Москвы пыталось на основе этой игры сделать свою игру. Да? Естественно, потерпела фиаско, не получилось у них ничего. Наоборот, смешили. Это касается и татарских национальных проектов. Очень часто так бывает, когда люди просто напрямую копируют. Хәзер нидер уңышлы бүләкләргә килгәндә минем Казандагы Вена сәнгать үзлеген үләгитеп китерәсем килә иде. Ул нидер кичкенә проект инде, күбрәк сәнгать үзәге, ләкин анда Казанда булмаган эшләр өчен ул рәсем, сәнгать кагылышлы чаралар уздыра һәм бик күп халык җәлеп итә үзенә. Менә шуның уңышлы нәрсәләр. Birinçiden, anda bir gene işleşti, önce de komandalar atış, her kişinin fikri istekli olmaları atış. Hem komanda öz işinin gerekliğini aşanlarga, hem yaratkan yapın işlerge atış. İkinciden, İngilizce öz güçüne dayanır atış. Üçüncüden, öz işin yaxşı bilirge, sənqət həm mədəniyyət temizində sınıfı kizirge etmiş. Həm sonunda bir o, aytımca, milli yaxqa artıq birinci basın sənqət düşdü. То есть в чем секрет успеха? Я хотел бы привести пример Центра современного искусства «Смена». Во-первых, команда верит в то, что они делают, очень нужно. Во-вторых, они надеются только на свои силы. В-третьих, они очень хорошо знают свое дело и в своей теме 80-я глава. Четвертое, первый акцент, то есть самый главный акцент делается на национальное. Самый главный акцент. Bunu
жатқанда бір ушундай ситуация кызганыч. Эти сменада Qozonda smenada o'xshash o'tarchalashtirilan yuzak insonlar bo'lsalar, ani birtilik fotografiyalarni to'lay yaqinda ketib bo'lsalar, hamda balans yasasalar, iliga qandaydir fotografiya o'sha kerak. Shunday proporsiya bo'lsa, bizga o'ngishlar bo'ladi. Bu masalasini kelganda. Если вот, например, такой центр современного искусства, как «Смена», хотели бы сейчас сделать татарский вариант, к сожалению, сейчас в Казани такая ситуация, что проект бы не получился. Нужно было бы совмещать или делать, например, наполовину по-русски или еще какой-то другой язык, а половину или большую часть, например, на татарском. Все, Рахмат. Есть вопросы к Ильдару? Сұрауларыңыз бар ма? Менің бар бар. Ильдар, әйтелі мына шет елде қайсы проектларны сен шулай локальляштырыр едің шет елде көрген? Вот Ильдар, я знаю, он очень много ездил по заграницам, да, очень много видел, и мне кажется, интересно было бы, что он видел, какие культурные, может быть, явления, какие-то тренды, форматы, которые, как ты считаешь, мы могли бы локализовать? Не считая. Ну, күнбатышты алғанда, анда бұншын ситуацияны милли проектлар жасауға бит керек жатыр. Çünkü тіл мәселелері бізде актуаль көбінен, ләкин барбір türlü meselelere yaşlar, hazırlıklar, kişiler var, bütün sizlerin şöyle. Yok, men bitayım milli yaisa til proyektları, men bitayım madeni proyektlar. Evet. O ne diye bulalar? Ne diye bulalar? O benim şekişkine bulalar. Mesela? Şekişkine tam bu. Men aytayım, nedir zor ayıp sürgen şey, bu kişiler olan şey. Onlar bizleri kukulardan geçen her içinden nedir bizim kukulardan geçenler. Nedir bu linken? Bu vaktarına göre bizlere yarışa, o süreçler seçecek. Yaxşı. Tağın sıralar var mı? Ярый, Ильдар, рахмат. Я на самом деле, Ильдар, тебя подводил к тому, к той мысли, что вот, например, Радик мне все время заходит, и мы с ним делимся разными идеями, да? У нас возникают разные идеи, и обычно всегда разговор начинается так. В Европе делается вот так. Давай, может быть, сделаем что-то похожее, или там переработаем, может, это наша, конечно, фантазия, может, там так и не делается. Да? Вот не дадут соврать, тут есть, наверное, с Европой тоже люди. Но когда мы видим, что, например, сегодня Радик выступал, все слушали его выступление. Тыңладыңыз ма? Радик Кажар, пленаркада. Ол айтты сізге анда, ялғышмасам, 15 формат, деймі? Татарлаштыруны көтөүчү. Мәсәлән, китап кроссинг. Білесіңіз, что такое буккроссинг, знаете? Кто знает, что такое буккроссинг? Китап-кроссинг. Да? Это когда ставят где-то полку, мы ее, например, в нашем случае мы его делаем в форме слова «ук», вы на Пшембазара в воскресенье увидите, и, например, кладут туда книги, и люди приносят взамен книги, меняются, читают и так далее. Правильно? Но это же отличный способ популяризировать, например, татарскую культуру или татарскую литературу. Поставить красивую полку где-нибудь в людном месте, красиво ее заколотить, поставить и принести, собрать 100 татарских книг. Да, можно на русском языке. Да, татарские книги вряд ли у вас кто-то там возьмет, встретит. И любой человек, проходящий мимо, себе захочет забрать татарскую литературу, например, на русском языке, чтобы почитать. Вот. Хорошо. Я тогда вас грузить не буду, сейчас будет перерыв. Сейчас что делает?
по командам. Вы не забыли, что вы по командам разделились? Командаларға бөлішкен. Значит, паралар кімде бар? Я проверял просто реально, и все там армии, оказывается. Хазер, боссасыз, командалар. Встаем сейчас команды с места. Встаем все. Смотрим на друг друга, кто в команде. Делимся на пары. Парлап Булишевес. Делимся на пары. По 2 человека. Если кто-то остался без пары, можете втроем. Райклар Оз, да? Почему смайлик грустный? Знаете, да, вот здесь? Почему? Потому что, да, много свободного места, да? Мы даже вот Башлатфэш, кроссворд решений, да, развлечения больше, наверное, поставили. И получается всего лишь пару проектов, да? И к проекту на Белюске, да? Это сейчас мировой тренд, всякие тренинги, повышение квалификации. Читать и знать про то, что не является, в принципе, твоей специализацией, но ты интересуешься, да? Но получается, что вы с татар яшьләре ничектер буйлдан бармыйбыз, да? Мы не идем по этому пути. Мы вот выбираем наиболее легкий путь, да? Так получается. Согласны? Согласны? Да. Вот призываю, да? Смотрите, прежде чем Рустем выступит, да, я хотел пару вещей вам еще сказать. Рустем Шершке Сарача, там Эйбраид Макшиди. Вот, на самом деле, обычно мы делаем карту ясыйбызда, аста әйтәбез, мәсәлән, без нәрсә ясыйбыз, форум буларак, да, оешма буларак. Вот как мы организация, что мы делаем как форум, да? Например, татар теле булса, мы делаем Николаша Селешем акциясы, да? То есть его в этом списке почему-то нет. Например, если это мәдәният, культура, мы делаем, например, Печем базара, да, дизайн-маркет. Если это история и туризм, или, например, образовательный, да, мы делаем около фабрикасы. И так получается, что ни один из этих проектов не имеет в татарском мире аналогов. Не имеет аналогов. И мы этим очень гордимся. Вот москвичи на меня смотрят, да, у вас тоже есть харакат, и он тоже не имеет аналогов. Вот. Я что хочу сказать, да? Надо делать, вот мы как свои проекты рождаем, так как мы смотрим. Мы перерабатываем очень много информации, потому что идти делать, например, я не знаю, когда добавляешь просто татарские слова и что-то обыденное, да, это самый самый легкий способ. Инженер СУ. Человек, как вы согласны со мной? Решается, да? Вот чтобы переработать, найти у татар что-то особенное, это найти какой-то мировой тренд, переработать его, локализовать, сделать это интересно, чтобы туда пришли не только ваши активисты, да, например, 20-100 человек мы всегда можем собрать, а чтобы это было интересно всем, да, чтобы, особенно вот мы многие мероприятия делаем на улице. Знаете почему? Не ищем без уранда ясырыз, мы сами кубка на шараларна. Аудиторию. Результат мы ищем. Затраты на помещение это, да? Но зато на генератор и звук. Интерес, привлечение людей. Чеки уранда син аңлыйсын емес үзеңнең бәяне. То есть ты понимаешь, чего ты стоишь. Потому что когда ты продаешь билеты бабушкам, дедушкам, родственникам, друзьям, да, это тоже тяжело, да, но это немножко, как сказать, это намного легче, наверное, да, ты рассчитываешь на этих людей, и эти люди приходят к тебе. Когда ты на улице, и если ты делаешь что-то неинтересное, не цепляющее, то ни один человек рядом с тобой стоять не будет, он просто уйдет, да, и ты его никакими клешнями там не удержишь. Поэтому, например, на свои мероприятия мы никогда по административно никого не зовем. То есть мы не пишем письма в школы, в РАДМО, в администрацию, чтобы нагнали людей. Потому что мы не хотим этого делать, да? Обычно, как я представляю, вот татарские концерты или татарские мероприятия, знаете как? Ничего. БДК, да, Дом культуры берут. В этом доме культуры своими силами молодежь. Я не хочу сказать, что это плохо или там прекратите это делать, да.
Но обычно это происходит так. Своими силами делают, и получается плохо. И никто не приходит, да, очень мало людей приходит. И так получается, что вам самим начинает казаться, что это людям никому не нужно, да? Нет, людям это нужно. Люди хотят этого, да? Вот если бы Стив Джобс все время думал, что люди хотят, он бы никогда вот iPhone не создал, знаете, да? Он же не знал, что нужно людям смартфон, да? Он просто сам создал спрос. Точно так же и мы можем действовать по такому же принципу. Сами создавать спрос, сами делать такие мероприятия, которые привлекают людей. И вот у нас появилась такая технология. Мы как форум начали объединять разные сообщества. Да? Как мы это сделали? Ну, вы скажете, у вас мало народу, у вас по-другому, но я думаю, что и вы сможете у себя переработать. Каждое наше мероприятие, как вы уже поняли, да, он имеет какую-то проблематику, да? Чем базар какую проблематику решает, как думаете? Продвижение дизайнерских вещей. Нәрсе деген сөз ол дизайн әйбердің продвижениесі. Татар мәдениетін актуальләштіру. Шулай бит? Актуальны итеп күрсәтү. Фольклор түгел, әмма нәрсә белән без яшибез көн сайын? Кием, алкалар, аяк киеме, анда тагын нәрсәләр бар өстә, синең тавышыңда. iPhone тышлыклары, слушай, молодец. Сумкалар, һәм аларда татарча, һәм бу яшьләргә бик таныш. Понимаете? Люди же не ходят на татарские мероприятия не потому, что это им не нужно, да? Вот представьте, человек хочет сегодня куда-то пойти, да, на выходные. И он берет программку, ну или там афишу открывает и смотрит. Кстати, ваше мероприятие когда-нибудь освещается в афише? Афиши. Да, у кого освещается? Ну, то есть, не то, что вы афишу делаете, а сайт бар, афиша на вторую. Білесіз ме? Кімдікі шығар вот афиша руға? Молодец. Сіз қаян? Міне, обычный сайт, афиша.ру, федеральный. Выходит у кого-нибудь? Слушайте, ну это же показатель, значит никому не интересно. Вот человек афишу.ру обычно открывает же, чтобы там, на какое кино пойти там. Да? Мәсәлән, Аша, Карый, әгәр дә анда татар шарасы юк икән, естественно, ул анда бара алмый. Шулай бит? Ул аны турында просто белмей. Чөнки гади тормышта біз кірмейбез специально. Как я зайду в группу новосибирских татар, не делают ли что-нибудь они в это воскресенье? Ну, не так же у нас происходит в обычной жизни, правильно? Без приложений, ашып карайбыз, сайтларда кірәбез, шундай популяр шәһәр сайтлары. Әгәр дә сез анда юк икән, димәк, сезнең чарагыз да кешегә беленми кала. Һәм мин нәрсәгә әйтеп барам? Безнең төп принцип нинди? Безнең һәрбер чара, ул нинди булса да берләшмәне җәлеп итә. Он привлекает какое-либо сообщество. Да? Вот, например, мин татарча сөйләшәм. Какое сообщество он привлекает? Нет. Какое сообщество? Более конкретное. Какое сообщество? Нет. Сообщество. Дает площадку. Давайте так, да. Дает площадку какому сообществу? Татарской альтернативной музыки, да. И так получается, что к нам всегда обращаются. У вас же есть музыканты, хотя мы этим не занимаемся, но мы даем площадку, и у нас татарская альтернативная музыка выступает впервые перед такой большой аудиторией. То есть они в другое время никогда не выступят перед 5000-ной толпой, да? А вот здесь у них есть возможность. Естественно, без аларны шақырғаш, вот алар кеше шығышқа садылар. Көрдіңіз бе? Кім болды? Ошадымы сізге? Міне бұл татар альтернатив музыкасы қазір бір зур бірләшмә болып формалашты. То есть формировалось такое большое сообщество, да? И мы влияем на это сообщество, мы привлекаем это сообщество, мы развиваем это сообщество, да? То есть через нас они попадают на городские мероприятия, они завязаны на нас, и мы через них людей к себе привлекаем. Каким образом? Почему через альтернативную музыку мы людей привлекаем? Да, это то, что он привык слышать, да? Взял iPhone, взял наушники, SoundCloud включил там, и вот это то же самое, только по-татарски. Это его жизнь, это часть его жизни. И это является очень важной точкой входа в нашу культуру. Понимаете?
не то, что показывает в ДК, является точкой входа для горожан, для жителей, да, для тех, кто рядом с вами живет. Актуализирует нашу культуру именно вот такие вещи. Mesela Пишем базары, нелес сообщество, например, что Жәлібека, Майданбека. Ижады кішілер деймі, шағирлерні, яш шағирлерні, дизайнерлерні, қай уақыт архитекторларны. Mesela Ақыл фабрикасы, нелес кішілерні, нелес сообщество, например, что Актив яшілер olsa, nima javob? Tatar proyektlarini yasovchi yoshlar, da? Вот. Har vaqtda o'zingizning proyektlarni yasaganda, siz har vaqt o'ylaysiz, nendek сообществоni u o'stiradi. Это может быть ваше сообщество собственное, то есть проект может развивать ваше собственное сообщество, да? И вот я плавно перехожу к чему. Есть еще такое наше... Раз. Наконец-то он вырубается. Есть какое еще одно важное сообщество? Сообщество бизнесменов, да? Дизайнеры тоже, в принципе, бизнесмены. Но сообщество молодых бизнесменов тоже очень важно с ними работать. Потому что, как я уже говорил, вот надо работать и с архитекторами, и дизайнерами, да? Почему? Нищен. Совершенствовать новый. Нищен, алармен, шлягакер. Они по-другому не поднимутся. Продвижение чего? Взаимовыручка. Еще. Хочу ответ услышать, который я у себя в голове держу. Чеки маданиятны. Вот есть два пути, да, можно законсервироваться, но мы уже не консервированы. Мы выглядим как другие народы, мы выглядим как европейцы, да, одеваемся как они. Мы уже не консервированы, мы открылись миру. Но... Да, и поэтому нам для того, чтобы продвигать свое, надо адаптироваться к современной жизни и с современными профессиями работать. И молодые бизнесмены, хотя это не современная как бы, да, профессия, но в нынешней жизни очень важное сообщество. И вам надо уметь с этим сообществом работать. Не так там, дай денег на мероприятие, да? Вот, а вот каким образом? Вот, например, мы татарской альтернативной музыки не говорим же, давай бесплатно шараш там на каждое наше мероприятие, да? Нет, мы ему говорим, мы даем тебе большую аудиторию, мы делаем тебе рекламу, мы снимаем для них фотографии, да? То же самое с дизайнерами, снимаем для видео. Первые 3 года для них были бесплатными. В этом году первый раз, по-моему, платно. Но это и то из-за того, что в бюджет не вписываемся. И, то есть, они бесплатно получают огромную аудиторию. В прошлом году, например, был так. Пишем базар ашач, кшиуслан, Тубатейлер, знаете Тубатей? Сеть, да, национальная, фастфуда татарская. Они в прошлом году за в этот день 1200 эшмишмаков. Да? Много это или мало? Это очень много. И представьте, это мы их просто позвали, мы не спросили у них денег, да? Мы не попросили никакой помощи. Просто для того, чтобы они в самом начале развились, мы их попросили, они продали 1200 эшмишмаков. Параллельно у нас проходил по водным видам спорта чемпионат. И они сказали, знаете, лучше бы мы чем базар 3 дня проводили бы. И говорят, потому что мы бы продали больше шмишмаков за все время чемпионата. Но это я вам по секрету сказал, это вырежете потом, ладно? Вот, аңлайсыз-ма? Biz arada безвозмездно yardım ederiz. Şöyle biznesde, yaş biznes ekanı, o eline usiplara ana yardım etmeye gerek. Ana auditorium verilmeye gerek. Hem ana formatları turunda sizde söyleyip gideceğim. İnisiyatif Biznes Klubu'nun başkanı direktörü Rüstem Gatavuli. Rahmet. Bu mikrofon elden çeksin değil mi? Yok, almayasın. Dur. Hayırlı günler, benim ismim Rüstem. Ben sizge Nigeria'da mucizavi işmekerler ben iş gidiyor usulunu göstereyim. O standartlı, bütün жерде belirli olan schemalar. Ben sizge göstereceğim. İşte biz onu, işimiz bizden biznes klubda.
Bizning biznes klub ул milliy uyushma түгел, diniy uyushma түгел, ул faqat Qozonda эшли turgan малый biznes kishi эшмәкәрләр birlashma. Onun sizler gitkençe mena biliriz mümkünlük biraz aslında vakitimizni alıp bizning burunlu vakitlarga şunu bağlayık. 19. asır, 20. asır bütünüz Tatar şamlıyma? Normalmi? Rahat kınamı? Agar davamlıyken bildiririz toptan esas yüzün göreceğiz. Biz sizlerle kayıttık 18. 19. asırga, ayma. Bizning Tatarlarning o'zining davlati yo'q, Tatarlarning hukumati yo'q. Bizning bor aktiv kishilar o'z millati uchun, dinlari uchun nimdir bir foydali ish ishlarga kiruvchi kishilar bor. Jiyoma. Ham asal kelib chiqa, ashitlar yo'q. Ivan Grozny vaqtida o'zi jiberilib bitdi. Ortiq aqlli kishilar akirma тоже bida borda, ularni o'zingiz bilasizmi, politikani. Ham Tatarlar shunday holda qoldi, asal ishlarga kerak. Hammasi qiziq. Bütün jirde faydagana qarama, nindigina anda madrasa bo'lsin, nindigina masjid bo'lmasin, nindigina shariat klubi bo'lmasin, ortda, tiyilda ularning bor ayrim ishmakarlar yig'ilmasi. Masalan, shariat klubini qarang. Men shariat klubini o'ylagan nimani o'ynaydi. Nabiylar konsertlar qo'yalar, teatr qo'yalar, ito'qay shahar siylandi. Mana benim için shariat klubi shunday bir niydi, uyushma edi. Kunada bir kunni kitob topdim, shariat klubi deb atalgan. Bu shariat klubi turanda romantik borliqqa kelib turanda unda ko'rsatilgan. Ham ishonasizmi yo'qmi? Unda 200 ga yaqin ishmakar, предприниматель. Причем bu vaqtdagi bo'lgan ishmakar yuqori darajadagi ishmakarlar. Unda основательlar, учителlar bo'lib turadi. Hammasi qiziq, ular orasida rus ishmakarlari da bor. Может, ular Tatar familiyalı, Tatarlar Rus familiyalar. Ham şok qatib qo'yasan. Agardagi uyushma ortida shunun qadar kuchli ishmakarlar yig'ilgan ekan, bu uyushmaning ishchanligi 100% oqshali. Oqsha ko'p kerak. Masalan, butun regionlarda nima? Regionlarda har bir narsa aytdingiz, masalan, kerak oqsha kerak deb aytdingiz. Nendigina ish ishlamik, zarafat to'larga kerak. Volontyorlar menga ishlay olmay, proyektga endi zo'r PR yasash kerak, oqsha kerak. Ham butun shida shunaqta oqsha kerak. Oqsha ko'proq bo'lsa, albatta bitmaydi, durustmi? Ham bu problemani odatda uyushmalar ishlaydi. Birinchisi sponsorlar, ikkinchisi davlat. Sponsorlar ular odatda mana tabriz etishli, tilanib, biligiz endi zinhor uchun mana bizga kerak bunda oqsha. Bu tigi to'ydira turgan ish ham ul bir tapqir berir, iki tapqir berir, üçüncü tapqir bermez. Sizning ishchanligingiz shuni to'xtatib ketadi. Davlat o'zingiz bilasiz, davlatdan unda oqsha olgancha, ul jida jahannam to'garagan o'zgancha, o'sha sponsorlardan so'radi. Bu shuntigina bu da yo'l bek rahat yo'l tugul. Ham mana Astraxanga bu yo'l bordik. Men unda shok qatdim. Unda shunday ishmakarlar bor, ularning masalan bizning tanker Amerika'nın neft yerde duran tanklar var, o da işmekerler. Hem imanım kamil, sizin regionlarda da onda işmekerler var. Hem var kup. Hem de uyuşmanın işkenliği, bizden gibi deyimler, aktif yaşlarının işkenliği, onlar bir uylamayan da işe getirip, yani beni akşa gireyim öyle değil. Onlar belki var akşalar o. Tek onlara anamla eterip alırlar gerek. Ya güzel akşa gireriz değil. Hem de şu işkenliğini uyushtirgan tiyishmiz biz yoshlar ularga shunday bir plashyatka, muhit yasaga tiyishmiz. Ular shunda kelib, bir-birisi bilan tanishib, bir-birisini ko'rib, yoshlar o'g'illarni, masalan, men 20 yoshlik ishmakar bularga tilovchi yosh yigit masalan, nima? Men yanıma kelib tanker xo'jasi. Neft toshib turibman. Men aytdim, do'stim, sen masalan shu ülkega bor, men senga yordam etiraman, keraksa oqshasini da beraman, endi birga ishlaymiz masalan. Bunga qadar yosh ishmakar uchun foydali bir etargich bo'lacak, ham yosh ishmakar shu ishga nishirib otilib boracak. Hamda bizning yoshlar uyushmasi bo'larak vazifamiz shu ishmakarlarning butunisini yig'ib, ularni birlashtirib, tutashtirib, shunday bir tuz ish yasagan. Ishmakarlar tuz ishi. Bizning barmi anda bolalar uchun biz yasaymiz
воскресный дәресләр, мәсәлән, татар теле өйрәтәбез. Эшмәкәрләргә ул в принципе бик теге бәлки кирәктер, но алар аның вакытына бирергә әзер түгелләр. Эшмәкәрләр өчен кирәк, эшмәкәрләр җыелмаса. Алар өчен кирәк на одной волне булган кешеләр белән бергә җыелышу. Һәм менә шушы эшчәнлек турында мин хәзер сезгә кыскача сөйләп китәм. Мөмкин булса киләсе слайд. Менә безнең эшмәкәрләр җыелмасы. Мәсәлән, беренче чиратта без коммерческий оешма түгел. Без акча эшләмибез шушы эшчәнлектә. Безнең вазифабыз эшмәкәрләрне үстерү, аларга бирү мөмкинлекләр, бер-без белән танышырга, табылган спонсорлар су кирәк. Biz аларга бирәбез мөмкинлекләр, бер-без белән танышырга, бер-безне күрергә, һәм бизнес өчен, менә әйтәләр бит әле, бизнес өчен иң мөһим нәрсә ул нетворкинг. Бер-без белән танышу. Хәтта шундый бер акыллы сүз бар, кем әйткән хәтерләмим, 7 тапкыр кеше белән танышканнан соң, син үзеңә кирәкле кешегә чыга аласың. После знакомства с семью, цепочка людей, ты можешь выйти на того человека, который тебе нужен. Шуның өчен на бизнес-клубның беренче төп асылы, основание, на которое нужно обращать внимание в бизнес-клубе, это нетворкинг. Бер-бер белән танышу, бер-бер белән китү. Форматы, аларның ничек итеп эшләнү, алар миллион. Менә мин сезгә безнең клубта эшләнгән форматлар турында сөйләп китәм хәзер. Киттек. Менә бу безнең оешма, мин сезгә сөйләп киттем моның турында. Бу бик мөһим. Һәрбер оешманың булырга тиеш, беләбез, максаты һәм булырга тиеш аерым ценности диләр, кыйммәтләр. На чем основана, мәсәлән, организация, безнең бөтен татар телен үстерү фәлән. Но самое важное, татар эшмәкәрләр арасында да бар, скорее всего, и порядочные люди, и непорядочные люди. Важно кешеләрне җыярга порядочныйларга. Потому что әгәр син, мәсәлән, клуб буларак ул кеше өчен ручаешься, әгәр ул киеп берәр кешене бизнеста, бу провал сезнең клубның авторитеты төшә, һәм шуның өчен бик мөһим шушы монда күрсәтелгән кыйммәтләрне яки башка кыйммәтләрне аларны күрсәтергә. Ягъни без барлыкка китергән эшмәкәрләр оешмасының төп без ясый торган кыйммәтләр. Сез менә күрдегез, чакырасыз кешене, яхшы. Нормально арамадыңызмы әле? В темамы или кирәк түгелме? Алайса әйдәгез дәвам итәбез. Димәк ки, беренче формат бизнес-клубның беренче төп вазифасы ул әйтмешли бизнес очрашулар ясау. Менә безнең формат ничек? Айга бер тапкыр яки ике тапкыр, 2 айга бер тапкыр без ясыйбыз зур күрешү. Безнең бар база, сездә тоже база бар. Эшмәкәрләр базасы бар. Просто пораскинуть мозгами, напрячься, дуслардан сорарга. Бәләкәй эшмәкәр булсын, зур эшмәкәр булсын. Бизнес белән шөгыльләнергә теләк тусын аның. Яшь егетләрнең күбесенең бизнес белән шөгыльләнәсе килә. Потому что бер кеше дә волонтерлык эшендә озак китеп булмый. Яшь егетләрнең күбесенең бизнес эшлисе килә. Нишләп? Чөнки бу подушка безопасности, тәбризның бизнесы бар. И күп кешенең яшьләрнең бизнеслары бар. Шуның өчен бу базаны ясадык. Әйтик, мәсәлән, безнең барлыкка килде 50 кеше. 50 бизнес белән мавыга торган кеше. И без аларны ябыз массовый, 2 айга бер тапкыр һәм чакырабыз алар өчен сверхважный кешене. Мәсәлән, я ул миллионер, яки ул госчиновник, кайсына чыгып булмый мәсәлән. Яки ул ничектер шуның креатив проекты бар. Мәсәлән, кичә Султан Сафин сөйләде, кем булды, әйме? Ул чыннан да кызык кеше. Андый кешене чакырып, аны мотивация аласың. Чакыртты, ул сөйли, бөтен эшмәкәрләр тыңлый, кемгә кирәк ул нәрсә яза үзенә, и аннан соң ясала, мәсәлән, кофе брейк, һәм шунда танышу. Не просто, мәсәлән, әгәр танышырыз, а ясала схематично. Утыртасың аларны түгәрәккә, и face-to-face дигән ди бар, тәртип кебек, һәр бер кеше бер-берсен танышып чыга, и кеше аңлый башлый. Мәсәлән, сез утырасыз минем каршымда, мин сезгә үзем турында сөйләйм, сез турында сөйләйсез, без хоппа, эврика, без бер-беребезгә клиент була алабыз икән.
Mesela bana yurt düzülüyor gerek, siz yurt düzüsü iken. Все, давай, sen bana yurt düzüysün, Katar skilkalar bana bir. İyi, ben de sana şunu alayım, mesela bir mesela da. Bu büyük mühim. Ayrım, aşında bir işgaç, bir klient bulsa, уже, яки bir partner bulsa, siz özünüzün vazifasını ütetdiniz. Сообщество bularak. Şunda biznes streçler işlerimiz, o масштабlı biznes streçler. Bizning master-klasslar sonraq bular. Ondan sonra biz yazıyoruz shunday yo'q, но более balakay formatda biznes ужинda. Shunday yo'q formatda chaqiramiz важный kishi. Ham odam bilan уже сөйләшәбез, не со сцены, а натурадан турында, дусларча, bir üstelde oturuşlarda, ничек сөйләшәсең дустың белән. Нәкъ шулай мондый рәвештә сөйләшәсең. Давам. Ham ayırım şuшы мәсьәләгә бирем басым ясыйсы килә, семинарлар һәм тренинглар. Әйтик, сезнең барлыкка килде база. 300 кеше, 50 кеше мәсәлән. Сез аларны бүләсез, делегировать итәсез аларга. Мәсәлән, булар әле бизнесы булган кешеләр, буларның бизнеслары бар тип бәләкәй, а булар уже старожиллар бизнеста. Һәрберсенә аерым bir дәрес кирәк. Һәрберчә дәрес кирәк. Һәм шушы дәресләрне сез оештыра аласыз. Хәзерге көндә Россиядә ул бизнес молодостьлар белән, ул лайклар белән, ул шуңа картин җәелгән. Аларны белән теләсә кемне чакыртып, алар ул дәресне бирергә әзер бушлай. Потому что бушлай биреп, ул үзенә клиент бушлай таба. Мәсәлән, чакыртасыз. Әйтик, хәзер бик популяр, мәсәлән, интернетта продажалар ясыйлар. Чакыртасыз специалист. Ул килде, сез чакырттыгыз яшь эшмәкәрләрне. Ул аларга сөйләде, ничек итеп сайт моторитив ясарга. Сөйләде, ничек итеп ВКонтакте, Инстаграм аша сатырга. Сөйләде, ничек итеп Яндекс Директны көйләргә. Бөтен кеше язып китте. Һәм шуны куллана башлады үзләренең эшчәнлегендә. Бу аерым юнәлеш бизнес образование дип әйтелгән. Бар аерым тренинглар, мәсәлән, личностный ростка, ул тоже кешеләргә кирәк. Эшмәкәрләрне, мәсәлән, ничек үстерергә, аларның ничек итеп акча эшләргә багышланган тренинглар. Давам. Аерым bir нигә ясатасым килә, мәсәлән, безнең клубта шундый bir юнәлеш бар. Без төрле төбәкләргә йөрибез, деловой поездкалар, мәсәлән, по запросу. Әйтик, мәсәлән, безнең инде эшмәкәргә кирәк инде башка регионда партнер табырга, яки мәсәлән, күрергә. Без җыелышабыз, мәсәлән, клубтагы берничә кеше белән, һәм барабыз шушы регионга, өйрәнәбез анда нәрсәне, практиканы. Так, сез ярдәм итә башладыгыз. Игътибар. Все, уяндык, давам итәбез. Барабыз чит регионга, андагы практиканы өйрәнәбез, үзебезгә алабыз, клиентлар табабыз, и шулай итеп бер-беребез белән башка регион эшмәкәрләре белән берләшәбез. Мәсәлән, монда татарларга аеруча мөһим. Аларга бик җиңел чынлыкта. Безнең бөтен җирдә бар, үзебезнең татарлар дип әйтелгән, аларга барып, алардан инде үрнәк алу, яки алар белән киңәшләшү, эш буенча, бизнес буенча, бу аерым юнәлеш булырга тиеш. Давам. Һәм әлбәттә аеруча үзенең ял чаралары. Сез аны булай да бөтенегез оештырасыз. Безнең шушы тәбриз әйтмәшли бик күп алар ял чаралары. Эшмәкәрләр өчен аерым бер ял чараларын ясау, ул үзе бер нибирә, тәмбир. Бай эшмәкәрләр, алар бәлкем сезнең яныңызга килмәслектән мөмкинләр. Тик аларның мәсәлән берничә бай эшмәкәрне җыеп, алар өчен бер ял чарасын оештырсаң, алар берләшеп җыелыша алалар. Давам. Бу менә аерым шушы юнәлешкә басым ясыйсы килә. Әйттек, база безнең эшмәкәрләр барлыкка килде. Бар проектлар, стартаплар. Мәсәлән, минем инде супер-мега креатив фикер бар. Һәм минем юк акча. Минем бар команда, минем бар презентация, мин әзер, тик миңа кирәк акча. Һәм кайдан табырга акчаны бай кешеләрдән. Ничек аларга чыгарга? Бездә анда белмим, Новосибирскта бар бизнес-клуб, анда татарлар, мин татар, аларга үзенең проектны күрсәтеп алыйм әле, күрсәтәләр. И сез посредник буларак аларны тоташтыра аласыз үзегезнең булган эшмәкәрләрегез белән, бай эшмәкәрләрегез белән. Әгәр ул кызыксына икән, аңа акча бирә. Biz bu юнәлешне күптән түгел башлап җибәрдек. Хәзер 5 ай эшләп киләбез. 2 айга бер тапкыр оештырабыз без аны. Бик күп проектлар уза. Чынлыкта хәзерге көндә рынокта фикерләр бик күп, һәм бик күп кешенең акчасы бар. Кайда укыган, то ли Россиядә, то ли дөньяда 9 триллион сумма белән доллармы, алар просто яталар кешенең счетларында эшсез. Бу бик күп сан.
Шуның өчен кешеләр, в принципе, алар бирергә әзер хәзерге көндә. Әгәр дә кешесе ышанычлы булса, командасы ышанычлы булса, шуның өчен бу мәсьәлә ул чынлыкта работает. Без хәзер уздырдык 100 проект үзебез аша, и безнең 4 сделка бар. Бу теге показатель чынлыкта зур түгел, тик һәр хәлдә ул бар. Шуның өчен мөһим аерым бер юнәлеш. Так, менә хәзерге көндә мин сезгә сөйләгән нәрсә бездә бар. Һәм киләчәктә без нәрсә тагын эшләргә җыенабыз безнең клубта. Менә коворкинг, болай понятно, бу хәзер иң популяр формат дип әйтелгән эшмәкәрләрне, яшь эшмәкәрләрне берләштерә торган бер площадка, аерым бер татар эшмәкәрләре өчен площадка булса, аерым рәхәт дип әйтелгән. Наставничество, әйтик, бай эшмәкәр үзенең тәҗрибәсен, үзенең акыллы булган фикерләрен үзенә подопечный ала һәм аны бизнесны ачып җибәргәнчә кадәр яки инде бер дәрәҗәгә күтәргәнчә кадәр алып бара. Аерым безнең бер юнәлеш бар, ул эшмәкәрләр өчен бөтен эшмәкәрнең төп проблемасы ул сату. Дөресме? Сез мине беләсезме? Точно? Төп эшмәкәрнең төп проблемасы ул сату, продуктны сату. Шуның өчен аерым бер юнәлеш буларак без колл-центр дигән площадка үзебездә булдырырга җыенабыз. Ягъни яшь кешеләр җыелып, берәр эшмәкәрнең продуктын телефон аша башкаларга саталар. Һәм бу услуга аерым популяр булачак. Һәм консалтинг, әйтик, мәсәлән, кешенең бизнесында ниндидер проблемалар бар, без табабыз специалист. Ул специалист, мәсәлән, аның бизнесына ничектер киңәшләр бирә, ничектер алып барырга, һәм аның теге проектларын күрсәтә аңа. Бу бөтенесе, безнең схема бу эшли, клубный схема ничектер эшләнә. Безнең җыелып эшмәкәрләр, без аларга әйтәбез. Хөрмәтле әфәнделәр, безнең мәсәлән шундый планнар, членский взнос шуның өчен. Булда мәсәлән шуның кадәр елына. Аны членский взностан башлап җибәрмәсәгез дә була. Аны булган башларга просто мәсәлән сез җыелса башладыгыз, еллык программа, алар сезнең кирәклеген сизә башласалар, алар үзләре сезгә биреп торачаклар. Һәм асылда нәрсәгә китәргә мөмкин бу. Так как безнең оешма, татар оешмасы булып санала, без ахыр чиктә аларга тәкъдим белән чыга алабыз. Мәсәлән, бүгенге 20 яшьлек студент ул башлады бизнес. 5-7 елдан соң аны ул бизнес үсәчәк. Бөтенесе түгел, но күбесенеке. Күбесенеке түгел, кайсы белән үсәчәк. Һәм менә шушы кайсы бер үскән бизнес кешеләре, әгәр дә алар сезнең аша узып, алар акчаны күтәрә алганнар икән, алар сезгә үзләре акчаны китереп бирәчәк. Төрле сезнең булган проектларыгызда, нинди проектларыгызда. Менә безнең клубның эшчәнлеге шулай бара. Мин Иванов Камил, сезнең монда үзегезнең тәҗрибә анда бик зур, ничектер эшмәкәрләр белән эшлисез. Менә әгәр дә сезгә бу юнәлеш кызык булса, сез проектлар ясыйсыз хәзер, иртәгә. Уйлап карагыз, мәсәлән, сезнең командага бүленгәнсез. Бәлки сезгә начинанда үзегезнең эшмәкәрләрнең җыелмасын ясарга. Тик ул булмаса ассоциация рәвешендә. Ассоциациялар, по сути, мертвый инструмент. Алар анда просто җыелышалар и алар бар списокта. Буларга тиеш живое общение. Одна сайынмы, ике аднага берме. Сез алар белән бердәм эшләп торырга тиешсез. Шул вакытта сезнең клубный эшчәнлек барачак. Минем әйтер сүзем бетте бугай. Анда беттеме безнең слайд? Юнас? Минем бетте. Бәлкем сезнең берәр сорауларыгыз бардыр. Очень жаль. Сораулар юк? Әйдәгез. Как опора России. В основном, то есть наш пока бизнес-клуб, там мы с ними никак не работаем вместе, то есть мы их приглашаем в наши мероприятия, а какие-то совместные проекты мы пока не ведем. Но вот как бы в любом случае с ними сотрудничать нужно, потому что это дает какой-то статус, имя организации, и там ваша организация будет уже обращать внимание не как там собрание татарских там предпринимателей, а уже серьезная организация, которая может... Татарские предприниматели серьезно, что ли? Там все что-то не то начали попытать. А шахматы не сидит.
могут как бы посмотреть то, что как бы вот они в своем кругу там сидят, и им больше ничего не нужно. Поэтому с ними сотрудничать нужно. Мы пока лично с нами не сотрудничаем. Я не могу сказать, как с ними сотрудничают. А я? Когда начинается это, да, вы говорили, что хорошим бы стимулом было известных людей или чиновников и так далее. Но как заинтересовать чиновника, чтобы он пришел вот к этим молодым ребятам, которые хотят учиться бизнесу? Давайте чиновников отбросим немножко. Начнем с богатых людей, с миллионеров. На самом деле сейчас рынок настолько уже переполнен вот этими вот тренингами, и каждый, ну не каждый, но более-менее человек, который пиаром заинтересован, вот про пиар вам может очень много таблиц рассказать, он придет и расскажет вам, потому что это для него галочка. Он может сказать: я там сегодня выступал вот среди молодежи, я там так классно им задвинул, я вообще, ну там, такие вот вещи. Грубо говоря, они не против рассказывать. Очень примитивный пиар. И историю успеха они не против рассказывать. Я там добился через это. Вот практика показывает, с ними намного проще работать, чем с госчиновниками. Им говоришь, там вот такая вот аудитория, сможете ли прийти, и они соглашаются многие. А потом уже, когда имя свое покажет клуб, они сами будут там приходить и даже в качестве слушателей. Ответил на вопрос? Мотивация какая у них? Просто Мотивация для них, ну, я не знаю, конечно, как там, когда миллионеры, как вы мотивируете? Просто предлагаете прийти? просто предлагаем прийти, Свое время на- да, потратить свое время на знакомство с молодыми предпринимателями. Это неплохой пиар для вас. Вы там знаменитый человек, вы там знаете, как зарабатывать денег. Давайте поделитесь с молодежью. Деньгами. Не деньгами, а своими, там, как вы достигли истории успеха. А сейчас это популярно, на самом деле. То есть очень многие люди готовы делиться успехом. Success story. Вот я не знаю, как в других регионах, вот у нас там бизнес-молодость, лайк в Казани так хорошо работают, та же самая фабрика предпринимательства, у них там всегда новые спикеры приходят. Ну, спикеры, правильно, тоже подбирать нужно, конечно. Нужно, которые я миллионер, и все. Нужно тоже какие-то там, ну, более-менее умеющих разговаривать, наверное. То есть в этом проблем нет, на самом деле. Может, там вот я не знаю, мне отказывало очень мало людей, которые прям говорили: нет, там, у меня времени нет, отстаньте. То есть, наоборот, они готовы делиться опытом. Ну да, люди сейчас намного открытие и намного проще. Особо предприниматели. Вот у меня тоже такой немного страх был, да и сейчас есть, в принципе. Вот когда с каким-то очень богатым человеком общаешься, тебе кажется, что он на тебя смотрит как на щенка какого-то. На самом деле не так. Они смотрят нормально, адекватно, и с ними намного проще работать. Им предложение проще. То, что они понимают, они сами там поднялись с грязи, допустим, и с ними приятно работать. Еще какие-то вопросы есть? Да. У меня вопрос, я понял 80% из того, что было сказано, и вот 20%, наверное, упустил. У меня вопрос конкретный. Вот есть бизнес-клуб, привлекаются предприниматели, в первую очередь татары, и решают, они же не для того, чтобы выступить. Конечно же, цель все равно вытащить деньги, потому что зачем нужно человека с деньгами приглашать, чтобы его анабиться, как бы, нет. Понятное дело, что в конце нужны деньги. А в итоге есть реальный опыт, что вот так вот предприниматели привлекли, его на что-то татарское, вот у него внутри что-то заиграло, и деньги ему в итоге дал. Просто, например, в Уфе у нас есть похожий пример, но там чуть другая история. Там выпускники турецкого лицея, и это как бы, ну, это как служивцы, это другая история. Они как бы, у них тусовка, они вкладывают в проекты башкирские, но это не так, что кто-то собрал. Они просто учились. Понял. Вопрос понятен. Изначально скажу, наш клуб, он не татарский. Вот про систему, которую я рассказывал, она не татарская, но схема, она везде рабочая. То есть у нас есть такие же технология такая же, да. Я хочу сказать, что, то есть цели, вот вы, допустим, организовываете, да? У вас не вот будет стоять цели там, вот я сейчас соберу тут мажоров, и они нам на проект дадут денег. Нет, вы давайте начнем с благих целей. Там. Я соберу молодежь, которая хочет заняться бизнесом, которая в будущем будет богатой, но она должна уже изначально будет воспитываться так, то, что она будет давать деньги на проекты. Это будет через 5, через 7 лет, через 8 лет. Но они в любом случае они придут к этому. И богатых можно, в принципе, даже оставить как там в качестве гостей, чтобы приходили. Но вот изначально нужно работать с молодежью, которая интересуется бизнесом. И вот стыковка молодых
и уже сторожил в бизнесе, она дает свои результаты. То есть я не знаю, конечно, вот есть огромное количество литературы там про то, насколько важен наставник, как они помогают там. Я, конечно, сам на себе пока это не прочувствовал. В итоге-то есть примеры реально, что... Есть примеры. Вот мы организовали сессии, молодые предприниматели, стартапы, никакого бизнеса не делали, 21 год парень пришел с идеей авторазбора. Вот есть же американские там склады этих машин. Вот он с такой идеей пришел, в итоге инвестору идея понравилась, но они просто начали с того, что они авторазбор делают. То есть побитые, краденые машины, они разбирают на детали и продают. И, соответственно, инвестор дает на это деньги. Ну, краденые машины, это уж я так сказал, там в основном побитые. То есть понятно суть. Основная цель вот именно на молодежь. Еще вопросы? А вы реально встретите, я не знаю, площадку или размещение какого-то, ну, грубо говоря, административных ресурсов, которые, Нет, не так на самом деле. а вы вот членский взнос, есть у вас, на чем у вас основывается? Да, есть членский взнос. Членский взнос, он покрывает определенную операционную деятельность. Но на самом деле можно прожить и без офиса, можно прожить без административного ресурса. Вот у вас в регионах у вас есть уже определенная сформированная команда, в которой вы можете сесть, накидать перечень, список предпринимателей, молодых предпринимателей, тех, кто заинтересован в этом, и начать организовывать такие мероприятия либо в кафешке, либо в коворкинге, либо снимать зал в конференц-зале, в отеле где-то. Это определенных денег стоит, но можно договориться с ними. Просто я из Москвы, а в Москве же проще снимать вообще причине. Очень дорого. Это самый первый вопрос. А нам, по сути же, не нужна вообще площадь для организации такого дня. Переезжайте. Да. У нас не так. У нас есть как бы своя семинарная комната, но для начала можно начать с того, что в кафешках, допустим, а в кафешках эти очень большой пиар идет. То есть они приходят там 15-20 человек, обсуждают какие-то там интересные истории, кто-то рассказывает, и для них это хороший пиар. Такая практика есть причем. И в Москве тоже, я думаю, есть. Кафе просто немножко не формат, но можно начать. Там люди расслабляются. Ага. Еще можно добавить к этому быстро. Вот мы, например, Агрофабрикаса проводим в музее тысячелетия Казани. Потому что им нужны посетители, да, а мы привлекаем 100-150 человек, совсем не их аудиторию, да, целевую. И, естественно, они самый красивый свой угол, и нам очень нравится это место, там его еще найти надо, но люди очень это место любят, потому что как будто декорации специально под нас сделаны, и то есть нам они предоставляют микрофоны, колонки, все подряд, то есть совершенно бесплатно. А если Рау? Аудиторию как вы привлекаете? Как молодой предприниматель узнает, где ваш клуб и что вот в конкретный день прийти, что-то интересное для вас? Ну, смотрите, как бы, нужно понимать то, что мы начинаем работать, вот, допустим, вот, ваша организация, она начинает работать с татарами, да? То есть наша организация объединяет татар, понятно, нет панацеи только татары. Но, допустим, если хотим как-то, чтобы это было татарское предпринимательское сообщество, клуб, то делаем акцент на этом. Говорим, Дустам, вот я знаю, у тебя там есть еще 3 друга, которые бизнесом занимаются, давай-ка пригласи их в следующий раз. И тебе скидку сделаем, допустим. Либо, я не знаю, ВКонтакте, опять же, хорошего пиар проводить. Но я думаю, так как у нас немножко эксклюзивный продукт получается, нужно делать акцент на людях, которые пришли первый раз уже. А те, кто в первый раз придут, они должны быть хотя бы немножко заряжены идеями. Хотя бы немножко молодежь должна быть заряжена образовываться. А потом уже потихоньку они сами начнут там приводить своих людей. Друзей, кому это может быть интересно. Ответил? Бар потом сұраулар? Ярый, рахмет, тыңлағаныңыз үшін. Аяқ оқып Молодые люди, которые потом с вами вот работают, ну, создают свой бизнес, вы их консультируете, там, экономически, юридически? Да, это обязательно должно быть. Мы пока сами этого не делаем, мы пока, то есть нет таких возможностей у нас. Но это как бы везде это делается, и это нужно делать.
какой-то базовый там, пойти там, какой-то перечень документов для открытия ИП, допустим, перечень документов для открытия ООО. Потому что кто-то начинает бизнес, он ничего этого не знает, и ему можно спокойно дать это. А бесплатная юридическая консультация, его можно организовать, вот эти вот бесплатные юридические, бухгалтерская консультация, ее можно организовать с членами в клубе, которые уже, допустим, среди членов клуба. Быть те же статутары, которые готовы помочь каким-то образом там. Можно таким образом сделать. Понятно, сейчас у вас в голове там может что-то не рождается, это бред какой-то, как это все организовать. Но вот, честное слово, начать можно с минимума. Просто собрать список, те, кому это может быть интересно, попробовать 2-3 встречи организовать, показать, как бы, к чему вы их ведете всех. Если там будет интересно, они скажут «Эйдагас, Волга, Татарлар», то можно продолжить. Если нет, ну и «Телема сагас, телема агас дебейтсагас была». Минем айтыр сөзім бітті. Рахмет тыңлағаныңызға, Тәбриз, бәріңіз сізге микрофон. Рахмет, Рустам. Вообще, Рустам турында бір-екі сөз айтайын әлі, ол ғаламат шондай идеалист кіші деп айтыр едім мен аны. Чөнки біз көптен аның белән таныш, алар алып баралар иде укучылар. Хәзер дә шөгыльләнәсез яны белән. Аларның тоже есть свои сообщества татарского КВН, Лиги татарского КВН среди учащихся. И они развивают самоуправление ученическое, да? Правильно сказать? Укучылар арасында менә үз идарәне булдыралар, үз мәктәбе, үзенең мәктәбе. То есть у них есть там президенты вот этих школ. И в этом году они тоже очень интересные мероприятия делают. Кстати, вот если нужны какие-то языковые интересные лагеря, у них небольшой лагерь, но очень содержательный, интересный, прямо мне очень нравится. Вот в этом году они сделали спартанец, Жидис, Хнеда, Оз. Ну, просто я запомнил по афише, да, где спартанец нарисован. Вот, только для парней, значит, они делали лагерь такой. И вот понимаете, да, сколько, даже нельзя сказать, про бизнес как-то, но Рустам рассказывает про бизнес, да, но по идее он должен был бы про общественную работу и вот такую вот полезную работу рассказать. Знаешь, что она Эльмакшида? Рахмат Рустам, Айдагас Алпашлабана. Демек, біздің келесі шығыш Гүлназ Бәдреддин. Гүлназ белән шулай екі сөз айтып кетем. Ол біздің форумда рәис орынбасары, бик күп кенә чараларның идеологы, идеясы, да? Біз һәр вакыт гомумән 4 ел элек ничектер менә без командада икәү генә кебек идек. Хәзер әлбәттә без күбрәк, ничектер көчлерәк. Менә без аның белән башлаган идек, хәзер дә дәвам итәбез. Гөлназ, сиңа микрофон бирәм нәрсә? Эше. Ярый. С чего начать? Для моего выступления даже тем нет, я так на общие по поводу проектов расскажу. Встреча с Гульназ Бадреддин, можешь сказать? С чего начинается, как начинается, вот как нужно делать, да? Основной принцип нашей работы, там Борис уже рассказал, не к себе народ звать, там, в дом культуры или еще куда-то, а выходить туда, где народ, на улицу выходить. То есть вот наша акция, там, Мин Татар Шляша, мы выходим на пешеходную улицу Баумана, где ходит народ все время, ну, как московский Арбат в Казани, Баумана. И все остальное тоже так же. И да, это вот наш принцип работы. И второй важный момент, вот нам настолько легко, нам не нужно ничего придумывать. В Европе постоянно происходит что-то, какие-то новые проекты возникают. Всякие уличные фестивали, да. Вот Open Space Market, кто не знает, что такое? Sunday Market, да? Да, допустим, у нас есть такая игра «Татар Дозор». Вы знаете, слышали, наверное, да, про нее? Уже скоро тоже 10 лет будет, как она проходит. А как оказалось, появилась, вернее, у нас был в команде Женя, и он, появилась такая игра «Ночной дозор», да, называлась она, и популярная среди молодежи. Он сидел и говорит, а почему не сделать «Татар Дозор»? То есть мы взяли вот эту основу игры «Ночной дозор» и переформатировали ее на татарскую историю, на Казань и дневной формат сделали. Естественно, молодежь у нас ночью не бегает. Дальше, допустим, несколько лет назад, сейчас у меня вот презентации нет, да? Фотографии я сейчас запущу.
прошел велопробег. То есть вот начал популярно быть сейчас. Фотографию я потом еще вам всех покажу, остальные есть. То есть стала популярна велокультура, да, допустим. Еще появится. Стала популярна велокультура. И вот, так, если раз сам на велосипеде катается, мы решили сделать велопробег в поддержку татарского языка, да? Как оно называлось? Велохаракер ми татарский селешем. То есть можно вот любое то, что в мире возникает, берете, да, вот эту основу. Вот я пока вчера готовилась, не вчера, даже сегодня утром, и подумала, вот лето такая прекрасная возможность, да, во многих городах, вот в Финляндии тоже очень популярно проходят летние фестивали еды. То есть люди выходят, готовят еду в парках и продают ее, да, а у нас столько еды, и мы можем вот каждую неделю организовать, например, КСП-фест. Звучит же? Вот, ну все что угодно, там щек-щек это уже набито оскомину, да, там, ну все что угодно, Баурсак-фест, допустим, и вроде бы оригинально звучит, и столько методов приготовления, то есть вы выходите на улицу, то же самое кастрюлю возьмем, кто-то с картошкой делает, кто-то с кашей, кто-то с луком, у кого-то там лепешка пожаристая, у кого-то белая, да? Вегетарианская. Да, вегетарианская, но они оба вегетарианские, да, каша и картошка. Находите там девушек, я не знаю, женщин, вот они все это готовят, вы выходите на улицу, вот так вот выстраиваетесь, да, и говорите, допустим, 1000 костыбы, ну, там, мы сегодня продадим 1000 костыбы, вроде бы и деньги имеют, да, и вы о себе рассказываете попутно. И здесь вот, пока вот слушаю, такая вот проблема у всех у вас, ваши все мероприятия, они вот только вы о них знаете, да, допустим, как вот Табрис говорит, я зашла ВКонтакте в группу Татар Новосибирска и вижу, мероприятие уже прошло, и как-то вот оно мимо прошло, и никто не знал. На самом деле позвать СМИ и заявить о себе это очень легко. Ну это вот кажется со стороны, наверное, что это достаточно сложно. Но открывайте сайты, любые информационные, самый главный там сайт, да, у нас Татар-информ, там, Баш-информ, там, Пенза-информ, ну все что угодно. Любой сайт открываете, вот ползете до самого низу мышкой, и там есть контакты. Там обязательно есть имейл вот этого сайта. Набирайте, вот у нас, например, в моей базе больше 2000 таких адресов. Они как бы мне тоже с неба выпали, я их все собирала, и перед каждым своим мероприятием отправляете, ну, делаете единую базу, отправляете информацию, пресс-релиз называется. У нас будет такое мероприятие, даже если там несколько откликнется, это уже хорошо. Да? Вот у нас на каждое мероприятие минимум 20 публикаций выходит и за сотню переваливает. И не нужно бояться этого. Например, у нас и федеральные СМИ про нас пишут, из «Эхо Москвы», например, звонит, да, и по телефону в прямой эфир нас выводят. Вот такие даже случаи есть. А что нужно сделать, чтобы заинтересовать? Ну, вот, ну, подумаешь, там татары собираются, что-то делают. Никогда не нужно написать, что вот там татарское общество такое-то проводит такое-то мероприятие. Это никому не интересно. Человек откроет, журналист ваш пресс-релиз скажет, ну, это самая ерунда. В каждом регионе у вас есть татары, которые чем-то отличились. Ну, в любом регионе есть, вот, в любом случае, да. Вот мы как делаем, допустим, у нас 7-й или 8-й Минтатарская акция была. Саида Мухамедзяна выступала же в «Голосе», да, все знаете, наверное, там, ну и вся Россия ее узнала. Что мы делаем? Мы приглашаем ее на Минтатарская. Ну, 8-й у нас проходит акция. Мы, допустим, я в СМИ пишу там, ну, на улице Бауна, 24 апреля, пройдет 8-я акция Минтатарская. Все, они открыли, закрыли, никто не пришел. Что делаем мы? Мы берем и пишем заголовок. Финалистка проекта «Голос» Саида Мухамедзяна выступит там такого-то числа на Оксман. Ну, все СМИ, все, вот, все видеокамеры, все тут, вот, все абсолютно. Вы тоже берете, да? Ну, сейчас такой вот очень там яркий пример, просто то, что на ум приходит. Естественно, он не придет, но, например, Марат Башаров, да, все знают, нижегородский татар, пишет там, Марат Башаров испечет 1000 пирамячек, да.
но все СМИ прибегут. Я уверена, в каждом регионе есть какие-то такие известные татары. В том же там проекте «Голос». А если Марат Башаров не придет? Нет, ну вы зачем, вы уже приглашаете? Я просто говорю. А, приглашен, то есть, да? И уже пишешь сразу. Да, и в заголовок обязательно выводишь. Например, вот этот тот же самый проект «Голос», да, из разных регионов были татары, там из Ульяновска были, еще откуда-то были. На втором канале есть проект «Сцена», ну и еще что-то там, «Главный голос». Везде наши есть, вот везде. Вы находите или где-то, может быть, в какой-то там спортсмен, да, известный, но вы находите этого человека, может быть, он даже там, друзья у вас есть общие знакомые, или еще что-то, ну, приглашайте на свои мероприятия. И вот на его этом выигрываете. Там где-то вот Саида у нас рассказывал как раз. Саида он первый раз пригласил, да, хотя мы концертами же не занимались, просто получилось так, нам присылают Илья список выступающих, и я вижу, там есть Саида. А вижу, там есть Езеля, тоже выступал, участвовал в проекте «Голос». И у меня сразу там, я тоже пишу, участница проекта «Голос», Езеля, там фамилию не помню, выступит на таком-то мероприятии. Все СМИ приходят. Это то, что касается вот у вас на афише, там, ну, в интернете, да, в СМИ ваше мероприятие не освещается, вы этого не бойтесь. Пишите, находите какие-то фишки, допустим, вот что-то делаете, да, и говорите, там, впервые в мире, в одном месте, там, 1000 костылей, там, или мы подаем книгу рекордов Гиннесса, ну, вот, такие вещи. Международный день Чак-Чака я предлагал вот недавно. Равиль, по-моему, да, организовал в Омске. Да. Мы не знали, за что зацепиться, вот так вот надо. Вот, значит, здесь мы видели, наверное, буквы, да, буквы есть. Табрис рассказывал, но мы видим, что вот появился такой тренд буккроссинг. Ну, мы изучаем, что такое буккроссинг, и думаем, почему нельзя сделать по-татарски? Можно же сделать по-татарски. И даже не обязательно делать отдельный, там, да, парк чтения, там, у парка отдельные полки ставить. Вот идет где-то буккроссинг, проходит где-то у вас в парке в городском, берете свои книги, татарские или на татарском языке, идете и оставляете туда. Ну все, уже кто-то их возьмет, или кто-то заинтересуется, там, татарин какой-то пройдет и скажет, ага, кажется, я в этом городе не один, еще же кто-то есть, и уже идет, ведь все равно, например, там, делайте какой-то фестиваль, да, ну, такой вот уличный, опять, я все вокруг еды гуляю, что-то, например, и пишите там, а будет у нас представлен в этот день любимый чай Чингисхана, да, ну, никто не знает, какой чай пил Чингисхан, вообще пил ли он чай. Но Чингисхан, он раз и зацепит, скажет, ничего себе, тут татары обнаглели уже, да, тут, что делают. То есть вот такими вещами не бойтесь, пишите, придумывайте вот такие вот фишки. Может, вопрос есть? Я просто сразу как-то вот про продвижение, потому что если, ну, это все говорят, если о вашем мероприятии никто не написал, считайте, что вашего мероприятия не было, считайте, что ничего не было у вас. Вы сами провели, пришли там 20-30 человек, разошлись, все, никакой популяризации, никакого ничего не было. Ну, теперь конкретно вот про проект «Качан Базара» рассказать, да, если интересно. Интересно рассказать? Это было 4 года назад, да, то есть? Да, 4 года назад, да, меня на этой встрече не было, собралась команда, и самое важное тоже, да, это мозговой штурм. Это не так, что вот вы у вас, значит, общество, вы его председатель, или как он там называется, сидели и подумали, а дай-ка вот такое мероприятие сделаем, да? Такого мероприятия успеха никогда не будет. Всегда нужно собираться все вместе и вслух обсуждать все ваши идеи. А может быть вот так, а вот так, вот так. И в ходе мозгового штурма обязательно появится какая-нибудь идея, выстрелит. И собрались, вот, значит, наше казанское отделение, и начали думать, ну, апрель, нужно что-то делать, и кто-то говорит, вот 100 лет как Тукай умер. И обыграли эту идею каким образом? Значит, там у нас Министерство культуры приходит к этому дому, где Тукай умер, кладут там цветы, все в этих галстуках, костюмах, там какие-то мрачные речи говорят, и расходятся, да? Ну, Табрис, расскажи, как идея пришла, я про Качан Базар расскажу дальше. Ильзам, я помню, Ильзам, по-моему, сказал, что 100 лет со дня смерти Тукая, һәм шуннан соң әйтте, ни өчен әле без Тукай портретін ілеп, ниндидер аның шигырьләрен сөйләгәнче,
uramga chiqib, mana ular nechik fikr yuritgan, progressiv ravishda men ana endi o'g'il sahnada aytgan edim. Mana nechinalar shulay bizda fikr yuritmaymiz, agar biz mana uramga chiqib nechikdir ona o'zdiramiz. Ham endi kitti ideyalar aytamiz, mana irikli mikrofon yasaymiz, flashmob bilan u vaqtda chiqqan jurnalni olamiz, tashqi betini almashtiramiz, ishini to'tiramiz o'zimizning informatsiyani ham boshqalarni shushlaydi biz ham o'rin so'ray boshladi. Ularda mana bir Qozonda bor masalan Pishan bozori o'rni, u tarixiy o'rin, tatarlar bilan bog'liq bo'lgan o'rin. Ham u har bir shaharda bor. Mana izlatirsam, tatarlar chunki butun yerda yashagan emas Rossiyada. Lekin ana xalq bilmaydi. Ага, это как раз было перед универсиадой, и взялись за исторические места Казани, начали восстанавливать в том числе татарскую слободу. И когда восстановили все полностью татарскую слободу, мы увидели, что вот Песчаный базар, Сенной базар, да, где происходила, вообще вся культурная жизнь татарской того времени, прошлого века проходила, его, во-первых, снесли, а во-вторых, вообще вниманием обошлись. Никак. И нам стало как-то обидно, что вот Песчаный базар, Сенной базар остался в стране без внимания. И Габдулла Тукай начали вот эту тему развивать. Если его произведения знаете, да, кроме Шурали, там Кисекбаш и вот это вот Булгар, гостиница, где он жил, это все территория Сенного базара. То есть и гостиница там стояла. Кафе Пешмага Булганда, там Табрис очень сильно любит эту тему. В общем, это было место, вот татары жили в Казани, как скажем, гетто, что ли, был татарский там, только в Слободе. И вот эта русская часть города с татарской никогда не пересекалась. И место, где встречались татары, это было Сенной базар. То есть раз в неделю или там, когда ходили, узнавали новости, из деревень привозили все что угодно. Почему он назывался Сенной? Потому что там можно было купить все что угодно, вплоть до сена. И мы решили воссоздать, это как раз приходил день смерти Тукая, столетие, да, Жума, пятница, и там стоит мечеть, она раньше так и называлась Песчаный базар мечети, мечеть Нурула. И мы начали развивать эту тему и подумали, давайте мы вот такой флешмоб сделаем. Придут после мечети пятничной, очень много народу там выйдет из мечети. Вот они, допустим, выйдут из мечети, а мы все оденемся так, как ровно 100 лет назад татары одевались. Они выйдут и не поймут, когда попали, да, зашли в современном времени в мечеть зашли, а вышли и тут ходят. А мы решили просто прогуливаться по улице. Таким видом, как будто ничего не происходит. Оденемся и придем. А потом дальше начали развивать эту тему. Подумали, все равно это же базар был, и мы тут будем ходить, и народу много будет. А давайте поставим несколько там. Не несколько, мы собрали всех татарских дизайнеров, которые что-то на то время делали татарское, собрали, и 12 столов там у нас получилось. И пригласили их, просто сказали, можете прийти. Продавать, да? Да. Все это было бесплатно. Надо сказать, что были же еще девчонки из медресе, boshqanday kishilar ular o'zlari pishirib kelgan ayyorlarni unga sotib berdi. Keltirganlar edi, tortlar, ishpishmoqlar, xatırlaysizmi? Да. Они вот так вот тоже положили все это вот, в такие вот посуду красивую и ходили, вот как раньше в толпе они стояли, а туда-сюда ходили. В общем, получилось, мы сами, может, ожидали, может, не ожидали. В чем успех вот всех наших проектов, то, что нам нравится, и мы уверены, что людям это тоже понравится. И преподносим это так, что это вот такой вот проект. Пришло очень много народу. Я помню, подходили мне и обижались, и говорили, почему ты нам не сказала, почему вот нам не сказала, мы бы оделись и приготовились заранее. И в первый год мы делали все сами, абсолютно. Мы какие-то там скатерти сами постелили, все купили, скинулись деньгами, да, даже. Я помню, нам движение не закрыли, там проезжая часть. Мы пришли в 5:30 или в 6 утра, вот такой бумажкой, она уже была фикция, бумажка, да, была бумажка из мэрии, что да, разрешено проводить здесь мероприятие. И мы просто с 6 утра, там несколько человек гоняли все машины, которые пытались припарковаться. Мы говорим, здесь нельзя припарковаться, потому что вот у нас есть бумажка. И мы до 12 дня гоняли просто эти все машины. Что-то делаете, да, вот вы должны сами верить в успех этого дела,
Первый год прошло, там вот есть фотографии, сейчас я покажу. Именно первого года, там действительно, вот это был апрель, холодно было, несмотря на это. 12 апреля это было. Вот, и у нас получилось действительно вот воссоздать вот эту среду, вот эпоху, вот Лизам тут интервью дает. Вот нам здесь машины ездят, но мы все равно вот там разложились, тут разложились, около мечети, там пришли вообще, вот кто только не пришел, просто посмотреть, услышали, девочки вот оделись. Вот это был первый год. Вот для меня так он вообще вот просто вот родной какой-то такой, самый любимый. Вот велопробег, кстати, вот велопробег, да, мы сделали велопрокат, это была идея Тавриза. Вот Саида. Ну, допустим, мы пишем пресс-релиз, да, что вот финалистка «Голоса» будет выступать на каком-то мероприятии. Отправляем фотографии. Это фотография Татар-Дозора. Вот сверху фотографии, у меня такое ощущение, что вся площадь полная. На второй год мы провели также все своими силами, но мы выбрали время уже... Это грузчик Пшембазара, он, как и сказал, я оделся грузчиком. Стали недавности. Да, 9, вот, кстати, как ШТК, видите, вот на заднем фоне там был, это вот Рустем, который только что ушел. Ага. Они организовали там самовар, принесли. Папарацци его, значит. Вот. Во второй год мы уже было теплее, мы выбрали более теплую погоду, это был май, да, по-моему? Май. И мы перешли уже на пешеходную зону, на татарскую слободу. Это уже не место, ну, песчаный базар, но все равно как бы татарами связаны. Добавили уже там к нам журнал Ялкан добавился, УКУ парка сделали, к буккроссинг. И опять-таки, когда писали пресс-релиз, мы написали первый там в мире татарский буккроссинг. Буккроссинг по-татарски. Естественно, тоже все с ним пришли и думали, что это такое, давайте мы посмотрим. Только не буккроссинг, а китап-кроссинг. Ну вот мы тогда назвали буккроссинг по-татарски, да, потом у нас он уже начал называться китап-кроссинг. И... Гульнас, можно я добавлю? Сейчас как называется Пшем базар, когда мы аннотацию делаем? Я хотела об этом сказать. Да? Она у нас начиналась как, ну, допустим, мы просто сказали флешмоб. Мы его назвали флешмоб. Первый год флешмоб, второй год назывался флешмоб. У нас было условие, кто приходит на Пшем базар, чтобы они, дресс-код у нас был, да, чтобы в национальной одежде пришли. Афиша у нас была своя, тоже Табриз сам делал. А вот уже третий год у нас вот уже профессиональный дизайнер сделал нам афишу, вот это вот, где написано Пшем базар, да? Логотип, не афишу. Афиша Табриз сам делал. Логотип уже появился. Ну, я вот не помню, он бесплатно сделал, да? Или, ну, за какой-то там символический... Нельзя такие вещи говорить. Человек за 100 тысяч обычно делает, и если узнает, что он бесплатно, тоже может. И теперь у нас это уже переросло из обычного флешмоба, ну там, например, можно сказать, ярмарка национального дизайна, это уже полноценный фестиваль. Но его наполнением это фестиваль современной татарской культуры. Там сейчас уже чего только нет. И в прошлом году ну, мы случайно узнали, что вот Минкульт как раз сидит, рассматривает проекты городские какие-то. И мы предложили свой проект, вот этот вот Пшем базаре, ну, и они выделили нам, да, определенную сумму денег, грант разный, так скажем. Сейчас это уже огромный фестиваль современной татарской культуры. Дизайнеров, вот мы начинали 12 человек, но сейчас уже 70. И из Перми, из Уфы, и откуда там... В прошлом году... вот я еще к чему про дизайнеров веду, да? У нас приезжал в прошлом году дизайнер из Удмуртии. Она делает удмуртские национальные одежды, но очень клевые. Вот вы у себя в регионах, да, если вам сложно, у вас мало там, допустим, да, у вас каких-то дизайнеров мало или еще что-то, вы можете объединяться с местными дизайнерами, которые делают, ну, тоже такой же, но пусть на свой манер. Ну, mesela дизайн маркет bulmasa, garaj sale, uyuşturucu bulay, ben tatarşa, ну, нечто переработать это. Мне без devam etmeyelim mi? Ну, вот у нас было 12 дизайнеров, сейчас уже 70, да, и вот до сих пор в воскресенье у нас будет Пшем базар, мне пишут какие-то, ну, совершенно непонятные люди, и говорят, вот у вас будет сенной базар, мы тоже хотим принять участие, пишет мне какой-то там салон красоты, мы придем, будем раздавать подарки. Ну, я сначала, я как бы человек такой мягкий, я не могу сказать сразу нет, да, вы там никакого отношения к национальному не имеете, но я думаю, может быть, они там какие-то, ну, татарские девушки, может быть, делают, да, это бизнес, может быть, их поддержать надо. Я прошу, скиньте мне ссылку. Ну, там вот
эти вот там с надутыми губами селфи, там, я говорю, извините, у нас места уже все заняты. Ну, кстати, мен айтмакчы едім. Мәселен, бізге Лейля сен білмейсің нәрін тіге мороженое ясыйлар шындай матур етіп хипстерский шындай. А? Ну, что-то такое. А, роу айсима. Вот, кстати, алар көптен төгілген ашылдылар, биг мотор шындай мороженое ясыйлар, бүтін, ну, биг зауқлы қызыл етіп. Хамалар бізге шалтыраталар, пішен базарында шығыш ясыз, сатасыбыз келі. Біз аларға әйдеміз білесің нәрсе деп қазір. Біз әйдем сіздің татар әйбірсі yok, бірақ татар элементі кіртірге керек. Алар әйті яқшы біз ябыштырғыш қоябыз, орнамент білен. Біз әйтеміз ябыштырғыш, ол биг примитив, ол іштәрік түгіл. И в итоге алар придумали делать конфетти в форме татарских орнаментов, и будет мороженое с этими конфетти. И это во многих случаях так. Например, вегетарианцы в Vegan Day, они тоже хотели участвовать в прошлом году и сделали вегетарианские шпишмаки, например, беляши. И это так проходит, это так классно, когда вот татарское, но какое-то переработанное современное. Он биг яхши барах, а прям на ура барах. Да, и у нас вот на этом фоне, да, когда мы начали песчаный базар проводить, уже начали появляться новые фирмы, да, допустим, цветочная студия появилась, ну, это наши, как бы, из нашей среды они, и они назвали свою цветочную студию Милли, национальную, сняли офис на Татарской Слободе, делают вот эти вот открытки на татарский манер, там, ленточки для букетов, да, то есть вот, и они уже видят, что вот это вот интересное в тренде, и начинаются уже новые даже проекты появляются. Вот. Я, наверное, что-то забыла. А, да, еще у меня почему-то здесь нет фотографий, но у нас проходит один раз в год летом, и все очень многие говорят, а давайте зимой, давайте нам зимний вариант, зимний. И зимний вариант, это был уже Jadid Fest, да? Это... Jadid Fest, да. Кстати, тоже супер был мероприятие. Может быть, Минхазер к схеме, схему объясним? Нет, я, вы знаете, просто как еще Назар рассказал попутно про пиар. Если вот у вас есть вопросы, да, просто, ну, я уже занимаюсь этим там, пиаром уже много лет. Если у вас есть вопросы конкретные, да, я могу вам помочь. Вот, может быть, хотите что-то спросить? Да? Вот вы говорите, в принципе, да, продолжать. Если вы пригласили несколько журналов, там, газет, телевидения, ну, например, больше половины писала хороший отзыв об этом мероприятии. А если какая-то часть написала плохо, что в этом случае? Ничего не делаем. Когда написали хороший отзыв, да, соцсети это же сейчас... ну да, черный пиар тоже пиар. Что мы делаем? Ну, в первое время, да, мы как-то реагировали, мы могли письма написать, да, что вот такого не было. Ну, сейчас мы... Бесполезно. Да, бесполезно. Что мы делаем? То, что... Я сам, в общем, еще разно. То, что хорошо, ну, который там, не то, что хорошо, там, допустим, похвалили, а адекватные репортажи, мы что делаем? Репосты, перепосты, друзьям пересылаем, и, соответственно, вот, что у тебя на странице появилось, туда и зайдет. А тот, который написал плохо, ну, ты увидел, ну, еще кто-то увидел, может быть. Да, если за вами сообщество, это сообщество будет распространять тот контент, который... Вы комплементарный. Да, на ваше всеобщее обозрение. Yaxşı. Rəhmət Büyüsür Gülnaz. Tamam. Elə seni aramadım mən kötü. Bəlkə mən sxemini anlatayım, dərsə üçün siz işin işləsəsin. Əydəyiz alaysa birgə işləb alabız. Kiçkinə bir razmikə yazıydınızmı? Ardağız bey. Əydəyiz bilay. Посмотрим, насколько у нас сплоченная аудитория. Мне кажется, очень живая аудитория, интересная на самом деле. Как-то приятно даже говорить, рассказывать. Давайте сосчитаем с 1 до 20. Каждую цифру должен назвать новый человек. Но если, то есть просто от 1 до 20. 7 тесен. 1, 2, 3, 4, 5 и так до 20. Но если какую-то цифру одновременно два человека сказали, обнуляется. И заново до 20. Сешерсме? Anladınızmı? Birden 20'ye kadar подряд барабыз. Озат, сен что-то башни сумки, не хочу. Не хочу, или мы сен? Я смотрю, мне. Айдагас.
Aha, şap. Yok, 8'e kadar jeydik mi? Evet, oldu. Tak, davay yana baştan. Aydınız bulay, birinde mine ekan. Siz birde okatı obunasiz. 1. 3. Yana baştan. İşler yortu saat olsa. 1. 3. 4. 5. 7. Yaxşı, evet. 7. Aydınız tamam bir kat. 1. 1. 5, 4, 5, 6, 7. Devam ediniz. Yaxşı, 8. Aydınız tamam bir kat. Siz oşıqmadınız. Bunda bir oşıqlığa yaramayın. 1. 1. Yani kulüp aldık, ayda alkışlab alamiz. Men o'ylayman, kelasi shamda aktiv kishilar ko'p bo'lgandan ko'ra bitirisi qisqartirib aytadi. 2, 3. Aydingiz bular ishlaymiz. Bizda shunday o'zimizning sxema bor. Nechta bitta proyekt bo'ldirib bo'laymi? Nechta bitta ideya borlikqa kerak, hammani nechta turmushga oshirib. Mana ideya borlikqa keldi, ham turmushga oshirib. Turmushga oshirib narsa u? Реализовать правильно. Какие пункты? Вместе придумаем прямо сейчас. Напишем вместе. Aydingiz. Boshqa ideya tuvar. Ideya nima bo'lsa-da bir problemaga negizlanadi. Yesa nimadir azalение borlikqa kerak, ilhom kerakmi? Ideyalarni nechik etib вырабатывать etib bo'ladi? Mozgovой штурм. Mozgovой штурмni nechik uyushtiradi? Mozgovой штурм nechik uyushtiradi, bilasizmi? Ya'ni o'zim aytaman, bitta narsa emas. Mozgovой штурмda birga yig'ilasiz. Ozroq bo'lsa kishilar effektivroq. Bu bizning tajribadan, balki sizni yaxshiroq kelib chiqadi. Masalan, iPhone'ni necha kishi o'ylab topgan bilasizmi? Разрабатывать etgan yaxshi shu aytdim. 6 kishi. Bilasizmi? 6 kishi o'ylab qarasiz. Siz Tatarcha futbol o'ylab topasiz. 10 kishi. Hayat. Так, mozgovой штурм. Demak, mozgovой штурм. Jilasiz 5-6 kishi. Bizga har vaqt aytlar, sizni million kishi, unda sizga yengilroq ishlarga, biz har vaqt 3-4 kishi o'ylab topsak, nima? 3 kishi tomda yaxshiroq. Mana radif yig'ishini azirlaganda biz yilda u, men, Balidan Ilina degan bir qiz bor, dizayner. Birga kirdikda biz aytamiz, siylaymiz dunyo ko'lam trendlar turida qaysilarini totarlashtirib bo'ladi, lokallashtirib. Ham biz, men xatirlayman, 15 minut ichida 35 trend yozdim. Hammani totarcha analogi. Ikkinchi kuni yig'ildik moderatorlar bilan aql fabrikalarini. Ham bizga kerak edi 50 ideyada o'ylab topa olmadik. O'ylab qarasiz, biz 10 kishi o'tiramiz, moderatorlar o'ylab topa olmadik 50 ideya. Mana 3 kishi yoshlar. Mozgovой штурмda bir kishi yozib bor. Mana faqat yozib bor. Ham ideyalar не критикуются. Может быть, Бриков надо шундай оценочное суждение, жеңілшәгіні. Ләкин тігі прям, yok, bu келішмес, нәрсе мұны ғымырда шей алмайбыз, алай деп әйтірге керекмей. Siz faqat ideyalarni generировать etasiz. Bilasizmi o ideya? Demak, aydangiz ishlab qaraymiz. Aydangiz ishlab qaraymizmi? Nima problema bor masalan? Nechta bilasiz? Bir problemli oblastmi, bir tema. Sen tilda zациклен, по-моему. Ayda, ne var? Motivatsiya yo'q. Bu proyekt o'ylab tavib bo'lmaydi endi motivatsiya. Nechta konkret. Masalan, Totar oilasi. Evet, yosh oila. Aydangiz, nima proyektlar bo'lishi mumkin? Yosh oilaga qarab. Yosh Totar oilasi. Yo'q, isim tugiladi boshqa. Nima proyektlar bo'lishi mumkin? Mini-свидание. Deganlar tanishuv olishni tag'in. Mini-свадьба. Yaxshi. Yo'q, mana bu shartda aytishga kerakmi? Mini-свадьба. Tfu, sen narsa neseryoznimi? Yozib qo'yasan mini-свадьба. Или ulayda birinchi Totar to'yi kosmosda masalanmi? Chunki ambitsiyalar ham nimadir shunday bosh men shunday stuporga kiritadigan aybrlarda u mana u generatsiyani qizdirib qilishga.
Ну, yaxshi, ishlab qaradi. Davom etamiz. Bizga boshqa ideya borliqqa keldi. Ideя borliqqa kelgandan so'ng ishlaymiz. Yok, ну мы же выбрали, ниша выбрана, в принципе. А? Способ. Ну, нет, не конкретно способ. Ничего не. Нет, ну поставили задачу, Ну, а отдельно yozib поставить задачу. У Битград yozganlardan kerak. По идее, когда ты ayda buni ishlaymiz. Ayda. Shulay bo'ladi bit. Технология. Смотрите, что мы делаем. Мы рассказываем об этой идее всем. Обычно говорят, никому не рассказывайте. Вот bizning как бы секрет успеха, что biz butun kishilar suyamiz. Ну, men по крайней мере. Adiyaniga, Gulnozga, yosh olimlarga, sotsiologlarga, Leylaga yoza olamanda, просто так anda suya olib qo'yadir. Ham ko'p kishi bizning bor orada shunday lider мнений, deymi? Значит, лидер мнений kimlar bo'ladi? А? Ну, кто такие лидеры мнений? Кто это может быть? Да, ну, например, певцы, или кто-то, кто это организовывал, или журналист, или критик, или просто молодой ученый, или просто человек с широким кругозором, это может быть моя мама, например, да? И любой человек, которому вы рассказываете, и эта идея кристаллизуется. Отсекается лишнее, ты слышишь много критики, или наоборот поддержки, или какие-то добавляются сюда вещи, да? И вот он такой, то есть всем рассказывайте, давайте напишем второй этап лидера мнений. Да? Это обычно, я не говорю там, вот сегодня понедельник, надо поговорить с лидерами мнений, да? Но мы обычно даем время, чтобы это отлежалось, да? Месяц там, например, мы это обсуждаем, или пару недель обсуждаем. Вот. Обычно реализовывать мы начинаем за 2 недели, кстати. У нас очень плотный график, поэтому мы за 2 недели мероприятия начинаем. Некоторые вещи договариваешься за 3 месяца, а за, например, за полгода обычно там уже договаривается, да? Я вот по Инстаграму слежу. Мы за 2 недели обычно начинаем самый оперативный вопрос решать. Так, лидер мнений Беларблян Силяшев кристаллизовалась идея, формат. Поэтому наши мероприятия, если посмотреть, они сильно форматные. Biz mesela men Tatarcha сөйләшәнгә, нинди музыкаларны тыңлыйсыз, mesela? Илнас Фриулин ишкәнез бармы? Тагын ниләрне? Оқын. Ну, нинди тагын? Салават. Салават. Кемнәрне беләсез? Айдар Галимов, Казан егетләре тагын? Зәйнәп Фәрхәдинова тагын? Гүзәл Уразова. А Гүзәле? Ландыш. Менә булар перечислили же все. Ни один из них не выступал на Таtarcha, хотя это концерт. Почему? Потому что у нас есть формат, да? Формат улицы, формат такого немножко андеграунда, смешения стилей, да? Мы поэтому и не зовем эстраду, мы делаем форматные вещи именно потому, что мы их много обсуждаем и кристаллизуем. Дальше нас сошлись. Но не исчез. Идеи пока келді. Біз аны четко представляем. План разве? Нет уж не план. Ну, очень просто. Исем улибас. Нейминг, да, исем. Исемлер у большинства татарских проектов стрёмные. Супер стрёмные, на которые неохота даже смотреть и открывать. Вот Jadid Fest нам предлагали назвать Татар Fest. И я, знаете, вначале мы обрабатываем это, значит, проектное название, и потом я подумал, вот идет человек по улице, значит, Сергей Иванович, ему приходит, ну, хипстер, как бы, да, пьет кофе, и идет по Бауну и смотрит, Jadid Fest, будет проходить Татар Фест. Вот он пойдет туда? Я думаю, ни один нормальный татарский, современный человек туда не пойдет. У него будет казаться, что там будет Салават Фатхединов выступать, понимаете? Там шарашит 7 дней концерта. Вот это Татар Фест называется. И я не в том смысле, что я стесняюсь названия татарской, да? Нет, мы это прям продвигаем 100%. Но в нейлинге можно же тоньше работать, правильно? Интереснее. Вот у нас не называется же там Татар тренинг, да? У нас называется Окал фабрикасы. Фабрика мыслей, да? У нас называется Пшен базар, не Тат дизайн маркет, да? Ну, зря фантазию нужно включить. Например,
мы хотели сделать такие небольшие встречи, где мы объясняем, что такое татарская кухня. И туда приглашать каких-то интересных личностей, вместе с ними готовить и в это время рассказывать о нашей культуре. Такие маленькие встречи, но с такими, с классными людьми. Такие маленькие встречи. Знаете, как мы его назвали? Ну, как вы бы его назвали, вот такой формат? Ну, нет, я ожидал такой ответ. Дальше. Как назвать это мероприятие? Кишки Ош. Стрёмное название, Кишки Ош. Ну, мне провокатор был рад. Йо, без реплики, этничек назовешь. Вранье, вообще вранье. Эмиль, кирису халап ятмали. Бүтін жерде бір технология бар. Бізде бір кім білмей нәрсе ол жадид фест. Просто цепляет то, что кіші білмей нәрсе ол. Жадид фестін мен білем да, Гүлназ біле, Ирадив біле, бітті. Урамға шық, сен айт, кім ол жадидлер? Сен думаешь, бір кіші тоқты да, о, жадидлер, ол 100 жыл өлік болған реформатор, аралата кірген Фатих Амирхан, Батула Тухай, шылай деп сиди башлы деп ойлайсың, что это? А нас спрашивали, а это что, арабская какая-то вечеринка туда-сюда? Вот, даже так. В общем, я к чему веду? Ну, ты можешь со мной не согласиться. Я сильный регион дальше не себе. Не позандар. Но факт остается фактом, и семинар у нас стрёмный. Вот. Мы, значит, назвали его Оша Хам Оралаш. Оша Хам Оралаш. Как Кока-Кола, только по-татарски. Значит, исем уляда. Дальше нәрсе ойлаймыз. Исем. Я запомнил. Стилистика. Стилистика тоже у нас зачастую, вот Мәскеудегі мена ұши, например, да, проектлар нешек алар стилистика ясына. Шынки алар берелер бар дизайн, алар өздерінің дизайнерлары бар. Матурити баларға ясап берелер сипатлы еді. Тоже қызғатмағыз, ясағыз, өзіңіз ясасағыз, қарағыз, башқа кішілер нешек ясай, примерно шулай еді. Например, Екатеринбург мұнда бар ма? Екатеринбургда мысли? Не совсем Екатеринбург, да? То есть, вот, например, Екатеринбургдан келгенлер еді, бүгін аллей проектов тащилыш ясысымыз келеді. И он мне говорит, у нас классная идея. Представьте, человек пришел из Екатеринбурга, приехал, да? И говорит мне, у нас классная идея. Все поймите, что мы сами такие. Это не то, что мы там свысока вас там, да, не дались. Без шумды. И он мне показывает листки, которые он сам нарезал. Он молодец, что придумал идею, да, сделал. Он нарезал листки и мне показывает. Я хочу, вот, мы настольную игру придумали, вот эти картонки мы нарезали, сзади написали слова. И говорит, вот это мы хотим презентовать. Я говорю, господи, люди айфоны выпускают, в космос летают. Я говорю, ты все еще картон режешь, я говорю, и считаешь, что это проект. В общем, мы с ними спорили. Ну, он так хорошо воспринял, как бы он сказал, да, точно, нашла и шляпула. И знаете, он такой классную вещь за 3 дня сделал. Просто человек очень хотел сильно попасть туда, да? Он название придумал «Игзетлер», потому что анда «Iki сөз, барлы сөз бар». Русша татарша имя. Анын матур дизайнын ясаган. Матур это распечатал. Что-то пошло не так там, но вот он говорит, играть пока невозможно, но вот смотреть сейчас приятно. Ну реально смотреть приятно. Матур исем тапқан, матур это кишляган. Значит, исем стилистика придумал, дальше что делать? Да? Вот он. Нет, до рекламы еще. Вы что, еще название, стилистика и представили, только дальше не ошиблись. Команда. Имя? Команда нәрсе деген сөз, ол не команда? Бізде ғадатта 3 түрлі команда. Біріншісі ұйыштыру командасы. Что это за команда? Организатор, да. Что они делают? 100 человек, капитан очевидности. И что, вместе сошли? Собирает всех. Собирает, планирует. Вот я вот организатор, поэтому я тащил с Равилем вот этот флипчарт. Так, и штрушляри, да, понятно? Привести, увести, все знает, когда что надо делать, там планирует. Потом у нас есть творческая группа. Кто это такие?
Ну да, типа арт-директора. Кто это сказал арт-директор? Молодец. Творческая группа. Так она не группа Гурамки. Реализаторлар. Прям терминаторлар, как реализаторлар. И что творческие волонтерлар. Ну, қараңыз, біз это бірге жазамыз. Поэтому сіздің бұл рамки башқаша. Волонтерлар, ол айрым каста. Потому что алар бір кімге бір нәрсе тиіш түгіл, ләкин алар сіздің шараны шондай қыздырып тұрушы кішілер. Бүтін жерде қатнаша алар, шондай бір целое движение тоже бек қызық. Команда жейді, значит, бүтінісі әзір, значит, біздің қолда исем, стилистика, крутая идея, команда жейді, не шейбіз? Не шейбіз? Міне команда отырды dey, міне сіз менің алда отырасыз. Біздің классный идея, исем бар, нәрсе жетмей. Ақша жетмей. Сіз ұнытығыз, қазір шондай дүния ақша вообще керек болмайшы. Дұрыс, задача қойға керек. Нендей қияфетте болырға тиішу? Дорожная yol kartası mı? Anda nende iş punkt olurga tiyиш minimum? Nerse işlerge? Kırışlı yanı? Hem koyşan. Все. Bunu yazıp koysanız, считайте, вы уже дело сделали. Просто надо будет следить. Это не... Кстати, вот говорят, надо распределить обязанности. Вот человек, который распределяет обязанности, обычно больше всех работает. Вы знаете, да, это принцип общественной работы? Потому что кто-то скажет, ой, я что-то не хочу. И ты делаешь за него. Ну, это нормально. Так, все, білдік, дорожная карта болды. Нәрсе табы керек? Нәрсе жетмей? А? Вообще, трудно сидишь, не геля. Это зачем вот на больную сейчас людям давить? Правильно? Нәрсе? Дұрыс, да, зур харфлермен жазамыз. Мен башта әйтейдім нелерге, мына біздің пиар команда бар. Бар ма мұнда пиар команда білерсі? Пиар командадан біздің? Жоқ ма? Жоқ, да? Біздің 12 кіші пиар командада. У форум, представляете? Вот, это сами волонтеры, которые учатся работать. СММ. Знаете, дальше, что такое СММ? Вообще, сен толковый қыз болып шықтың әлі. Демек, пиарны білуші, үйренуге тілеген кішілер бізде 12 кіші. Ол, ну, буквально полгода назад только так стало, раньше столько не было. И они занимают... А раньше вот мне говорили, когда я говорил, 90% нашей работы это пиар. Мне говорили, господи, Тарас, ты что-то такое, как будто я преступление совершал. Но любая общественная организация, она формирует общественное мнение. Это нормально, это часть нашей работы, когда люди работают на то, чтобы другие люди думали так или иначе, понимаете? Вот. И это было большое вступление к предыдущему спикеру, после которого мы завершаем, кстати. Вот. Пиар ham sotsial shirkatlarda piar turida sizga suylashak Leyla Leron, Leyla o'zining turida suylab ketadi. Sen. Rahmat. Benim ismim Leyla. Ben 2 yıl indi SMM bilen şug'ullanaman. Bu ish menga o'zimdan o'zi kelib tushdi, chunki men Qozonda 2 tilni davlat bilan kishi bo'lib chiqdim. Bu hozirgi vaqtda bek kerakli sposobnost. 2 tilda сөйлешу, 2 tilda yozuv bek yaxshi bo'lib chiqdi. Ham meni ko'p kishi anlamaydi, tuğanlarım, ya'ni ko'rasizlar, men aytayin deb o'zim o'tirib ishlasam, ofisda kishi bolasi kabi при первом взгляде, о чем вы вообще хотите поведать людям. И вот здесь тоже еще, как Табли сказал, очень важно выбрать хорошее название всего этого дела. Вот. Дальше мы должны выбрать хорошее и подать первое предложение в Инстаграм, да, это в био. Очень важно правильно написать, о чем вы, кто вы. Потому что когда люди будут писать в поисковике, например, там,
тюбетейки, например, да, и у вас в профиле эта информация должна быть. Она будет выявлять вас сразу же, показывать. И очень важно сейчас быть всегда на пульсе, держать руку на пульсе, потому что если вы не ответите в течение 10 минут на комментарий, человек сразу же открывает. Люди любят быстрые продажи, то есть они написали, сколько стоит цена, и вы им должны сразу же ответить, сказать, где купить, как подъехать, какой размер. Поэтому я и говорю, что вот эта работа SMM, она такая 24 часа в сутки. Ты не можешь расслабиться, у тебя нет, когда не заканчивается рабочий день, потому что люди возвращаются после работы, заходят в Инстаграм, например, и начинают вас искать, что они хотят. Возможно, это там нижнее белье, девочки выбирают, мужчины галстуки. Это все именно после рабочего времени очень происходит. Поэтому надо быть готовым к тому, что ты все время отвечаешь на комментарии. И надо быть готовым к тому, что если у вас появилась идея, ее сразу же украдут. Поэтому скрывать, никому не рассказывать смысла вообще нет. Идея появилась, делитесь правду своими друзьями, близкими, и они вам будут помогать ее как формировать, делать лучше и подсказывать, как сделать это в идеальном варианте. Вот. И, конечно же, реклама. Что мы можем здесь сделать? Это очень удобно теперь стало в Инстаграм. Они перешли на платформу Facebook, и все это очень быстро и легко делается даже в Инстаграм. Вот. И надо какой-то бюджет на это выделять. Но вот сколько я работаю, мы это делаем все вручную. То есть вы общаетесь с людьми, дружите и просто просите, например, расскажите о нашем мероприятии, расскажите о нашем товаре у себя в профиле. Для этого надо очень много общаться офлайн, не онлайн. То есть дружить с людьми и быть общительным. Тогда люди сами захотят о вас рассказывать и будут приветливы и дружелюбны к вашему контенту. Ну, безнең ишракта бар кешеләр лояльныйлар. Безнең идеяга, татар мәдәниятенә лояль булган. Алар кемдер редакторлар, журналистлар или блогерлар. Алар үзләре үк перепост ясыйлар. Вот безнең, в принципе, фишка шунда минем. Безгә особо сорарга кирәкми, чөнки кешеләр үзләре ой, булар татар әйберсен, оказывается, ничектер кызыклы итеп эшләгәннәр, и вот лояльность вот это проявляется все равно. Потому что контакт массажем торта, то есть это автоматически срабатывает, когда ты понимаешь, что ты татарин, и что татарское красиво, крутое делается, ты автоматически подсознательно хочешь этим делиться своими друзьями и близкими. Вот. Про инстаграмные новости вы, наверное, все уже знаете, что можно перевести свои аккаунты в бизнес-аккаунты. Это очень удобно. Теперь можно всего лишь нажать на одну кнопку и сразу же позвонить или написать на почту. Это очень хорошая функция. И вот эти вот хикели, рассказы короткие, как Snapchat, перевели в Instagram, тоже им надо пользоваться, все новинки надо вообще сразу же отслеживать и вводить в свой аккаунт. Вот. Так, и самое главное, Инстаграм, если у вас, например, какой-то Инстаграм-магазин, то не надо просто делать, вот у нас мы продаем воду, вот такую бутылку, и только про это, то есть так нельзя. Надо сейчас делать персонализацию, делать душевный Инстаграм, люди читают длинные посты, им интересно узнавать, кто ведет этот бизнес. Чем интереснее вы ведете свой блог и пишете больше о себе, тем больше подписчиков будет. И не надо будет брать Telegram, Instagram, которые за вас будут лайкать и подписываться. То есть вот лично я сейчас, когда работаю, я всегда говорю, с ботами не работаю. То есть не покупаю, надо делать такой контент, чтобы люди захотели сами подписаться. Потому что пустые души, мертвые души, они не покупают ваш товар, они не нужны. Поэтому параллельно можно просто открыть еще один Инстаграм, где у вас будет весь ваш блог. И там может быть вообще никого не будет подписчиков. Вы просто периодически говорите, а все остальные наши товары можно посмотреть вот по этому аккаунту. И все переходят. И очень важно каждый месяц, в начале месяца разработать контент, о чем вы будете рассказывать, чтобы в течение дня не ходить, не думать, боже мой, что же мне написать сегодня, что же я должен передать. А ты за месяц пишешь, подготавливаешь,
Кого-то, например, с днем рождения надо поздравить, какой-то праздник, может быть, есть. Ты все вот это вписываешь и периодически там напоминаешь, что ты чем-то еще занимаешься, каким именно бизнесом. И важно, вот опять-таки же, дружелюбие, да, выбирать людей, лидеров мнения, которые блогеры, да, которые смогут о вас рассказывать. И просить, например, своих подписчиков к вам подписаться или зайти на вашу страницу и говорить там, например, очень важно, смотрите, зайдите, у них красивые библиотеки, опять-таки же, к примеру. И вот появилась еще очень хорошая вещь, опять-таки же связана с тем, что Инстаграм стал на платформе Фейсбука. Можно делать геотеги, которые вам самим, которые вы сами создали. Например, сейчас мы делаем так. У меня один из клиентов Еврокаскад, мы пишем наверху Еврокаскад и через пробел номер телефона. То есть человек, он уже не надо обратно возвращаться в био, искать ваш номер телефона, то есть он сразу же видит номер телефона, что можно позвонить. И вот чтобы были, опять-таки же, бесплатные люди, кто будет на нас подписываться и кто будет лайкать, это вот именно живость вашего контента. Чем живее вы истории придумываете, чем интереснее фишки вы находите, а для этого что надо делать? Надо найти людей, которые вас восхищают в этом инстаграм-мире, например, и следить тому, что уже велосипед, он изобретен, и вам просто надо сделать так, что вы находите, вдохновляетесь, я не говорю про то, что как раз идея, а именно вдохновление, и потом пишите от себя что-нибудь такое вот своей фишкой. Это какие-то смешные хэштеги могут быть, чтобы люди заходили и перечитывали, например, целый блог, может быть, у вас по этому хэштегу. Вот у нас есть руками, мы делаем там хэштег «Татар-Матур». Вот. И там уже что-нибудь такое, что мы находим в Инстаграме красивое, мы хэштегируем у других людей, например, пишем там: «Ой, смотри, какой красивый татар-матур». Все. И люди нажимают на этот хэштег и понимают, что есть огромное количество людей, которые выложили красивые татарские вещи. И потом они возвращаются к нам и подписываются. Вот. И вот по поводу черных методов я вот предлагаю их не использовать. Они сейчас не работают. Первые 2 года, когда Инстаграм появился, они работали, потому что люди, когда видели, что на них кто-то подписывается, они в ответ подписывались. Сейчас уже никто это не делает, всем как бы неинтересно. Я вот обычно сама просто блокирую. Если мне кто-то подписался в какой-то магазин, мне это не нравится, я говорю, мне не нужны просто пустые подписчики, и я их сразу же блокирую. Вот. Наш магазин руками, кстати, мы будем на Сенном базаре 7 числа, который я представляю и веду эту страничку своей начальницы Радмилы. У нас вот такой контент, видите, мы не всегда рассказываем про вещи, не говорим, что у нас есть, что мы продаем, не пишем про цены. Для этого у нас есть сайт, куда можно зайти. А аккаунт у нас он очень живой. Мы поздравляем своих дизайнеров, которые окончили университет, с днем рождения, например, рассказываем о своих друзьях, о создании какой-то вещи. Нет такого, что мы прям каждый день пишем, там, купи, у нас купи что-нибудь, уже скорее купи. Хотя продажи идут. Нам не надо об этом напоминать своим подписчикам, просто мы даем им возможность вспоминать о нас такими другими способами, маленькими рассказиками. Вот эта фотография, которая «Жизнь без татарки, как чай без заварки», сделала фотография, я не знаю, если не помню, кто сделал, но не важно. И эту фотографию перепостила к себе певица. И случился бум просто. Все писали, кто, где, откуда, что найти. Это смешная такая ситуация, что мы этого не ожидали, что такое может быть. Или, например, опять-таки же у нас есть раздел «Барахолка», и в сайте. И люди тоже, когда мы сделали фотографию, выложили этого воина, который мы продаем на сайте, огромное количество комментариев тоже пошли. То есть непонятно почему, то, что мы не ожидали, правда, то есть какие-то вещи цепляют людей необычные, и они начинают вот это вот отдача совсем с других мест, которых ты не ожидаешь.
Да, и я считаю, что у меня лично, кто подписывает на мои аккаунты, которые я веду, я надеюсь, что это читающие люди, и поэтому я пишу много. Много, мне кажется, чтобы люди зачитывались и переходили, я даю ссылки, где я нашла эту информацию, и пересылаю их туда, в другие, то есть оставляю все время какие-то профили сайта, куда ты можешь кликнуть и перечитать больше информации. То есть мне кажется, что простые красивые картинки, они, конечно, лайкаются, но от них отдачи меньше. А когда ты пишешь какую-то историю, она больше работает. Вот. И вот Табрис мне дал пару ссылок и сказал, что можно поговорить про эти группы ВКонтакте. Это вот, кто себя узнал? Здесь есть кто-нибудь? Я просто выбрал 3 города случайно, фактически. Тюмень, Москва и 3-ю я тебе скидывал. Ты взяла 2, значит, да? Я только 2 взяла, да. Тюмень, Москва. Тюменьден бар ма кымсады? А bu sizniki, да, Яшбурби? Да, а вот Мифаридники на... Вот, Яшбурби. Я посмотрела, это қызық, но бірінші сразу фото улаватака. Оқырға ауыр, көрінмей, сіздің ұлғырға тиеш ұзынша. Сіздің бұлған горизонталь, а ұлғырға тиеш вертикальға ұзынша. Мен сізге предлагаю аватарканы өзгертуге, то есть взять все поле, которое разрешает взять Инстаграм. Это 50 на 250, по-моему, пикселей, если я не ошибаюсь. Вот. И что у вас еще? Я вам предлагаю сделать, предложить новость. Есть такая вещь, как предложить новость. Потому что у вас там на страничке пишут люди сами. Так не надо, потому что это никто не видит. А если они предложили вам новость, а вы сами от имени группы выкладывали, то люди бы больше увидели. Потому что я вижу, что если группа выкладывает, то это и лайкается, и перепост делается. А если кто-то сам написал, пропускается, никто не видит эту информацию. Вот, из-за того, что... И мне понравилось то, что у вас он живой. Там новости всегда есть и присутствуют. Это здорово. А вот московский, там, например, 2015 год, какой-то пост, 4 поста ниже. И вот 2016 год, еще одна новость. И то это не своя новость, а просто перепост от какой-то из другой группы. Это тоже не подходит. Ну хотя, видите, у вас тоже перепосты, какие-то лайки проходят. Значит, вас видит народ. Тоже приятно. И, то есть надо каждый раз в неделю, чтобы вас не забывали делать какие-то вещи. Писать. Вообще информации же много про татар, тем более московской, как вариант. Вот, и давайте, если у вас есть вопросы, потом, да. Как в Фейсбуке вы называетесь? Я называюсь в Фейсбуке. Очень смешная история по поводу, как я называюсь в Фейсбуке, потому что... И там да еще минут максимально. Просто меня это ем апам, алар билгелі кішілер. И поисковый вакытта он менен ортак кетти апамның дуслары ВКонтакте. И тутумдулар миңа язырга. Әйдә апам сен миңа язсын әле. Әйдә апам хәлләрем нишләр. И мен удалила страницу, где я Лейла Верон, и сделала совершенно там набор букв. ПП Мейган. Да, вот. По-русски ПП Мейган? Нет, по-английски ПП Мейган. İngilizce, Latin harfleri bilen. Кішіден паштым, короче. Мне. Там вам срала. Орман Садырин. Әзімкілер, оқшағыз болмаса, ең керек орын ол мә... Sosyal şirketler. Ne internet girer, Şen pazarı mesela. Biz bu ne Tatarşesi yaşamda stadionda da Kazan Arena gördünüz mü? Zorluğa. Ne şunda şehirler bizanda TNV'da alıp baralar efirga bizanda metroda ko'rsatilgan roliklar. Şen pazarı 20 kişi değil mi? Hep bir yerde reklama verip, bir pay vermedi. Fakat sosyal şirketler aşağıda. Только fakat sosyal şirketler aşağıda. Sorular var mı daha? Yok? Yani. Büyük rahmet.